Вітаю всіх, сябри. Ми знову ведемо трансляцію з Могилєва. Я Олеся Болецький. Сьогодні у нас відбувається перший агітаційний пікет, який відбувається у дозволеному місці у Могилєві. Людей, которые стояли часами в очереди, чтобы подписаться за Тихановскую, подписаться за Цыпкала, чтобы подписаться за Бабарика. Ну, уже трошки ось собрались, как вы бачите, за моей спиной. И нам предвыборную агитацию выделила нам в городе всего 2 места. Это площадка у Ледового дворца и вторую площадку нам милостливо выделили возле спорткомплекса «Олимпиец», там, где людей вообще не бывает. Поэтому в основном пикеты будем проводить в этом месте. Сегодня пикет начинают 2 доверенных лица Светланы Георгиевны Тихановской. Это я, Шанцев Владимир Иванович. Я председатель областной организации Объединенной гражданской партии и еще работаю индивидуальным предпринимателем. И Татьяна Сиваченко. Она представится. Добрый день, меня зовут Татьяна Сиваченко. Я член Объединенной гражданской партии, член Политсовета. Сегодня очень рада вас приветствовать на этом мероприятии. Вы знаете, что при присутствии доверенных лиц данное мероприятие официальное. Поэтому здесь мы можем смело собираться и показывать, сколько нас. И не надо сейчас собираться на атриуме, потому что может быть такое, что, как обычно, автозаки приезжают и задерживают. Поэтому прошу вас приходить сюда. Это официально, но только попрошу заметить, что в присутствии доверенных лиц. Если не будет доверенных лиц, то мероприятие. Мы подготовили с Владимиром Ивановичем 2 обращения. Пока не надо. Нет? Обращение будет у нас в конце, а сейчас у нас будет свободный микрофон, наверное. Так? Да. Ну, нет, сначала, в первую очередь, хотим также поблагодарить людей, которые приехали к нам из Минска, из Мозыря. К нам также приехал артист из города Минска. Я думаю, он, может, тоже скажет пару слов. Спасибо всем, кто сюда пришел. Вы самые лучшие. Я думаю, у нас праздник еще будет долгое время продолжаться, так что не расходимся. Много интересного услышите. Вот, поэтому спасибо всем, кто здесь. Я думаю, еще присоединятся к нам люди. Мы с вами не виделись почти месяц. Последний раз это было 19 июня. Вы хорошо помните, как закончилось 19 июня для многих могилевчан, которых задержали, погрузили в автозаки и отвезли. Правда, большинство отпустили. Но за что вас задерживали? Мирно стоящих людей на улице Первомайской просто так хватали, сажали в автозаки и увозили. За это время, пока мы не виделись, сформированы избирательные комиссии. Мы подавали большое количество людей в избирательные комиссии. Вы знаете, что избирательная комиссия – это то место, где считаются ваши голоса. На протяжении обозримого прошлого, а я принимал участие во многих выборах и до 1994 года, и после, последние честные, справедливые выборы в стране были в 1994 году, когда выбрали первого президента Республики Беларусь. К сожалению, господин Лукашенко воспользовался своей популярностью не в вашу пользу, а в пользу свою, в пользу чиновников, в пользу своих детей. Вы хорошо знаете, что сейчас происходит в стране. Ежедневно нас отселили от центра города, не разрешили встречаться с вами в центре города. А господин Лукашенко имеет возможность ежедневно общаться с кем хочет, где хочет, когда хочет. В том числе и с Филиппом Киркоровым, который, наверное, за наши с вами деньги агитировал голосовать за него
с помощью всех средств официальных массовой информации. Мы не можем обратиться с каналов белорусского телевидения и сказать: голосуйте за Светлану Тихановскую. Мы этого не можем, а другие могут. Друзья, мы хотим, чтобы наши выборы были честные и открытые. Поэтому мы всех зовем, чтобы стали наблюдателями. Давайте прекратим вот эту всю вакханалию, которая принадлежит только одному человеку, одному узурпатору власти. Давайте сделаем наши выборы честными и открытыми. Если вы готовы стать наблюдателем, пожалуйста, подходите к Екатерине. Вот она сидит и собирает данные, чтобы потом стать наблюдателями. Уважаемые избиратели, вы знаете, что позавчера собрались представители штабов Цепкала, Бабарика и Светлана Тихановская и объединили свои усилия для того, чтобы вместе бороться за нашу Беларусь, за то, чтобы наша страна стала свободной. Вот их заявление, я вам напомню, вы это все, конечно, читали. 3 женщины заявили следующее. Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать. Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос различными способами. Мы будем призывать становиться наблюдателями и участвовать в инициативах за честные выборы. Вас уже пригласили подписываться, записываться в наблюдатели. У нас по Могилеву 151 избирательный участок. Нам бы хотелось, честно, чтобы на каждом участке было по 10 наших наблюдателей. Потому что находящихся там 1-2 человека не могут воспрепятствовать махинациям и воровству ваших голосов. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы там было по 10 наших человек. Чтобы к моменту подсчета голосов эти 10 человек поднялись, окружили этот стол, куда вас не допускают, и потребовали честно считать каждый голос. Звичайно, люди ранее собирались для сбора подписей. Мы будем агитировать людей, чтобы собралось столько людей. Пожалуйста, начинайте защищать свои голоса прямо сейчас, записываясь в наблюдатели. Без вас мы ничего не сможем в этой стране. А также не расходитесь, гуляйте сегодня, отдыхайте, будет концерт. И приходите сюда завтра тоже с 3 часов до 8 мы будем. И в график будем вывешивать. Вы будете видеть в группе «Страна для жизни», поэтому не расходимся, остаемся и показываем, сколько нас, и что мы есть, и что мы готовы отстаивать свои голоса. Сейчас свободный микрофон. Кто хочет с нами пообщаться, мы с вами давайте пообщаемся. Будем слушать музыку, веселиться, отдыхать и готовиться к 9 августа. Просим вас не приходить, вас будут агитировать. Многих будут заставлять разными способами. Не голосуйте досрочно, потому что досрочное голосование – это украденные голоса. Они своруют ваши голоса и напишут припишут сами знаете кому. Не приходите на досрочное голосование. Только 9 августа. Давайте мы будем вместе, работать, вместе сотрудничать, и мы вместе со Светланой Тихановской сделаем нашу страну свободной. Освободимся после 26 лет. После 26 лет безвремени. Вером можем, переможем. Подходите, кто хочет что-нибудь
что-нибудь сказать? Свободный микрофон. Ну, люди, як бачите, трохи активно так підтримують. Не стесняйтесь, сейчас говорить можно. Пока и будет можно говорить всегда. Да, у нас можно говорить. Мы свободные люди, такие же, как и вы. Мы хотим жить в свободной стране. Мы хотим, чтобы наши дети, наши Добрый день, это трансляция 6 ТВ Бай. Вы можно запитання? Скажите, вы не боитесь вот со стягом таким ходить? Нет, конечно, чего бояться. Это же официально зарегистрированный честные символ. суды. Ну, я розумію, але ось у Мінську, наприклад, хабрали таких людей, які беспредела просто... Ну да, и у нас ведь тоже, если Против беспредела выйдешь в центр города, да, ну, этих вполне возможно, какие-то проблемы могут быть. Так и- чиновников и Нет, всех конечно. остальных. Тобто, покольки тут легальний Да, пікет, ви не боїтесь нічого, так? Людей. А потім все ж таки його... Да, напевно, скорее В общем, всего, всей да. этой власти. Ну, добре. А що ви можете сказати? Ось ви одмислово Я підтримку за 90 прийшли? Чи свободу я щось не так само ідея? Скорее всего, нет, но, конечно, голосовать буду за Тихоновскую из-за В общем, всё. того, Нет, что других спасибо. кандидатов все-таки у нас нет бюллетеней, кроме спойлеров и, соответственно, Александр Григорьевич. Поэтому я Дело в пришел том, что больше было за сказано, белорусскую что идею, чем за именно нашего Тихоновскую. Но теперешнего типа президента показывают наверное, по белорусскому один из телевидению. немногих, Но белорусское телевидение никто не который у смотрит. нас Все смотрят каналы остался. в Телеграм, в Инстаграм. И никому не надо показывать. И я уверен, что мало кто посмотрел. Я, честно даже говоря, не уловил эту новость, когда он там с Филиппом Киркоровым зажигал. Вот. А я смотрю всегда, вот Белсат очень люблю смотреть. И там много подписчиков, много. И поэтому мы есть, нас видят, нас слышат. И это очень хорошо. Уважаемые избиратели, хотелось бы, конечно, видеть Светлану, но сейчас начало избирательной кампании, масса организационных вопросов, она пока не свободна, очень сложно уехать из Минска вообще сейчас. Мы были в Минске, она прошлую ночь не спала, и она попала в такую ситуацию, когда просто беда с ее мужем, который находится в застенках, так скажем, гестапо, над которым издевается, а ей еще нужно заниматься выборами. Поэтому она здесь обязательно будет в Могилеве. Кратко знакомим вас с ее избирательной программой. Кратко только. Почему кратко? Потому что заявлено, что после 9 августа, когда мы избавимся от Лукашенко, будут проведены новые выборы. Честные, на которых на конкурентной борьбе достойные белорусы станут грамотные, станут руководителями страны, станут депутатами разных уровней. Один из важнейших вопросов, который нужно решать сегодня, это реформа местного самоуправления. Первый шаг, который сделал Лукашенко, когда пришел к власти, так скажем, он внес поправки в закон о местном самоуправлении. Молодой парламент плохо тогда разбирался в нюансах, в тонкостях этого вопроса. Ему удалось протащить такие поправки, которые вам известны под названием «вертикаль власти». Если до 1994 года руководство города избиралось на честных выборах, власть местная была независима от центра, то с 1994 года она стала полностью зависимой от центра. И сейчас, пользуясь этими рычагами власти, любой сигнал из Минска местная власть с удовольствием выполняет. Это касается и подготовки и проведения выборов. У них по указке из Минска уже все сформировано. Нам такая власть не нужна. Местная власть должна избираться вами. Мэр города должен избираться Добрый день. вами и быть А можна буде у вас запитатися? Это 6 ТВ Бай, зараз іде прямая трансляція. Вы одмыслово сюда пришли, может быть, думали, что встреча с Тихановской? избирательная комиссия.
Просто побачить Мэр города, просто підтримати, которого тому що вы я розумію, що изберете, зараз не ми у доволі посмеет їх тяжких обставинах. назначить комиссию і не по збиралися указке із из цим Минска. президента, але така Потому ситуація. что потом І по-друге, вы с него що спросите, он юстиція будет подотчетен вам. мужі так само на Вот это, є. по моему Ну, просто мнению, хотілося підтримати один из чоловіка, важнейших вопросов, доволі важна справа, который те, що вона робить. нужно решить. Ну, а вот вы думаете, что вот такой присутностью, массовостью некой, некой можно не повпливати, может быть, на выбор інших людей, ці, на улади, каб яны пачулі людей? Потому что Ну, приедет я Светлана. думаю, что это просто такая подтримка людей, і президентство у нас може будет переходным, просто как можливість заявлено показати, здесь. що ми є, так само є люди, які Нам нужно в мають первую свою очередь думку, избавиться і вони от хочуть, Лукашенка, там, хочуть а нечто потом донести, хочуть ніяких там змін организовывать і так на далі. честной, Не конкурентной думаю я, основе що там улади приход сочать за к гэтым у тим и городом, ракурсе, и что областью, пусть там люди и нечто не республикой подобается, мы будем нечто умных, менять. Я думаю, не, конечно. толковых людей, у Але которых ну, есть просто свое так мнение, криху которые нерви способны напевно его так подарувати, отстаивать, що люди которые виходять не будут у різних слушать городах. взорвавшегося І в хама, Могилеві, які, опустив мені здається, голову, такі а за власних твердо скажуть, найбільш що ти проросійські, на жаль. Але ну так само такі люди виходять і мають які думки і жадання нечто зміняти в цій країні. Це класно. А думаете, что удастся на выборах нечто изменить? А сами, ну, я сейчас запытаюсь, у назиральники там не плануете сходить? Не ведаю, що наконт ці бути назиральником ці ні. Але ну я думаю, тут все буде, як каже сама Ярмошина. Головне, як лічиться, не то як голосують. Я думаю, там вони вже прикладно написали, які будуть служби, і їх вони будуть писати. Можливо, має сенс там Черечню, там, Дмитриеву, так само долучиться до Тихановской, ці просто скинуть свої заявки на кандидатство, тому що ну, просто буде менше кандидатів, менше буде якийсь розброс у лічбах, але я думаю, що, звісно, нічого не спросять, і ну, просто там намалюють які лічби і все. Ну, може, що-небудь зміниться, коли люди будуть масово потом виходити, але ну, такое не ведаю. Я думаю, что коли глядеть на это так пессимистично реально, то просто выйдут люди, их побить палками, и на этом все скончится. Як звичайно. Але, я думаю, что это будут, може, найбільш масові виходи в історії Білорусі. Це так само важливо. Ну, дякую вам. Я не могу включать зомбоящик. 26 лет. Я человек эмоциональный. Пойдемте послушаем, что еще будут люди сказать в открытый микрофон. Экрана телевизора Александра Григорьевича становится не по себе. Просто теряешься. Приходится идти принимать успокоительные. И при том в возрасте это уже просто недопустимо. И я хочу жить так же, как живут люди в цивилизованных странах. Я хочу иметь то, что люди имеют в цивилизованных странах. Я проработала свою жизнь и проработала достойно, и работала на общественных организациях. То есть желаю вам то же самое, молодежи особенно, вам жить, вам строить будущее, вам строить нашу будущую страну. Так что я желаю вам успехов, я желаю вам здоровья, силы, терпения, мужества для того, чтобы мы победили, для того, чтобы у нас было все хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Добрый день. С провластных каналов можем слышать, что нас меньшинство и мы маргиналы. Я думаю, что среди власти и среди силовиков действительно есть люди, которые находятся в информационном пузыре. У нас сегодня собралось какое-то количество, но, думаю, нас должно быть больше. Мы не должны бояться приходить на мирные пикеты и своим количеством и делом демонстрировать, что у нас не меньшинство и что мы не маргиналы. Все. День добрый всем. Вопрос среди присутствующих. Все белорусы? Поднимите руку, кто Беларусь. А остальные? Что, ОМОН, МВД? Вот к тем людям, кто не поднял руку, кто считает, что физическая сила в карцерах, в автозаках. Я знаю, что здесь среди вас есть кто-то, сотрудник внутренних дел.
поймите, что на самом деле применять физическую силу к человеку, который безоружен, который не опасен, очень глупо и надменно с вашей стороны. Когда ты смотришь стримы, когда забирают, ну, не простите за это слово, щупленьких ребят, бьют девушек, ну, это совсем как-то, мне кажется, не для этого вы учились, служили в армии, правильно? Вас учили защищать Родину, и вроде бы как вы выполняете приказ, невыполнение приказа — это тоже для вас статья, и мы понимаем, что пока у власти Александр Григорьевич, так оно и будет. Я не призываю вас ни за кого голосовать, даже если вы, кто-то из вас за Александра Григорьевича, за действующую власть, пожалуйста, пожалуйста, пускай так оно и остается, пускай так оно и остается, просто позвольте нам высказывать свое мнение, не более. Даже пускай вот это вот весь Могилев, который за независимую, за незалежную, давайте такое вот слово в кавычках, за незалежную Беларусь, и нас так совсем мало, но не запрещайте нам высказывать слова, вот это очень важно. А обратиться ко всем участникам телеграм-каналов, тоже вас не зазываю, потому что это опасно в нашей стране. Не употребляйте оскорбительную речь по отношению к действующей власти, Александру Григорьевичу. Не уподобляйтесь неразвитым и неграмотным людям. Только им дозволено унижать других людей. Оскорбять человека, это вот, не знаете, как-то не опуститься до народного уровня, как нам говорят с каких-то телеканалов, что президент опустился до народного уровня, чтобы мы понимали с вами. Мы и так с вами понимаем, кто такой козел, мы и так с вами понимаем, кто такой буржуй пузатый. Нам не надо, чтобы об этом говорил президент. И вы об этом не говорите. Назову там тараканом и так далее. Не надо. Оставайтесь с образованными людьми. Живи Беларусь, мы переможем. Живи Беларусь! Друзья, привет! Я приехал в Могилев, очень классный зеленый город, красивая архитектура, прекрасные люди. Я на карте не нашел тупика Ермошина и не нашел других географических точек, которые уходят в администрации президента. Итак, кто у нас тут за Лукашенко? Руки поднимите, пожалуйста. Нету. Кто у нас за Бабарика Виктора? Поднимите. Кто за Валерия Цыпкала? Поднимите. Кто за Светлану Тихановскую? Поднимите. Мы на эти выборы идем. Мы долго обсуждали о том, идти на бойкот или идти голосовать. И мы пришли к выбору, посмотрев опыт других стран и посмотрев опыт нашей позиции с 26 лет. Человек, когда бойкотирует, у него меньшая ответственность. Я не пошел, я остался сидеть на диване, я порвал свой бюллетень. А мы идем, мы знаем, как делаются эти выборы, и мы будем голосовать. И мы будем добиваться, чтобы наши голоса посчитали. Спасибо, друзья. И мы идем голосовать не только за Светлану Тихановскую, не только за «Страну для жизни». Мы идем голосовать и за Виктора Бабарика, и за Валерия Цыпкала. Мы идем за то, чтобы в Беларуси после 10 августа были новые честные выборы. И там могли принять кто хочет, любой из вас. И чтобы никто не боялся, что если ты идешь кандидатом в президенты, либо в депутаты, как я в том году против Маши Василевич шел, вы знаете мою историю, вешали провокации, листовки и всякая ерунда творили. По поводу команды. Вы знаете, что Европейская Беларусь заявила о том, что она вышла из штаба Тихановской, но они заверили, что они полностью поддерживают Светлану. Почему они так сделали, я думаю, что всем понятно. Светлана и штаб призывают к акциям, которые в рамках закона, к мирным, спокойным акциям, они будут действовать параллельно. Я считаю, что вся оппозиция сейчас должна обратить внимание на эти выборы, и мы не ставим никаких условий. Каждый гражданин вправе в законном порядке оставить свой голос и свою позицию. Это заявление, скажем так, штаба Светланы Тихановской. То есть мы за мирные, честные выборы. Но если люди считают это их право проводить какие-то рисунки, акции, велосипедные пробежки, это право наших граждан. И я считаю, что происходило в Минске, вы видели, насколько креативным стал наш народ.
И я считаю, как бы это ни звучало жестко, в этом очень сильно повлиял коронавирус. Он показал, что когда власть не действует, люди сами стали собирать в интернете деньги, начали шить маски, эти халаты, сами кормили медиков. У вас же тоже это все происходило. И мы сейчас верим в то, что у наших людей есть коллективный разум. И мы на это ставим большую надежду, что наши люди сами умеют организовываться и объединяться. Друзья, вы самые лучшие, я считаю, что мы должны взять под контроль свое будущее. Мы должны голосовать за зеленых, за серо-буро-малиновых, да за каких угодно. Главное, чтобы наши голоса правильно считали. Сейчас у нас прекрасная погода, солнышко светит, красивое зеленое окружение, архитектура. Но вы знаете, что в это время сидят ребята, активисты, блогеры, политические известные деятели, Статкевич, Северенец, сидят в тяжелых условиях, без матрасов, спят на кроватях, металлические такие полосы, 30-40 дырки, сидят в ШИЗО. Я очень уважаю мнение других людей, и я люблю людей. И я в 21 веке не понимаю, как такое возможно. Поэтому я считаю, что мы идти должны на выборы и голосовать. Сергей Тихановский прислал письмо, у него все хорошо, он не сдается. Другие ребята пишут письма. Я предлагаю, призываю вас всех на YouTube-канале, в интернете, вот мой YouTube-канал «Беларусь за перемены», есть адреса и фамилии тех, кто сейчас находится в заключении. Пожалуйста, купите вы за эти 60 копеек конвертик, ложите обратный конвертик, марочку наклейте, напишите письмо людям, которые сейчас находятся там, не на свободе. Да, им некоторые письма не отдает, но я скажу, когда человек получает письмо с воли, это большая радость. Поэтому, пожалуйста, поддержите. Я надеюсь, что найдете пару минут и отправите эти письма. Задают очень часто, мне уже как YouTube-блогеру, вопрос, что же будет дальше, вот мы проголосуем. А вот дальше, друзья, будет зависеть от вас. Сможете ли вы громко, внятно на всю страну, на весь мир сказать, что вы хотите? Если мы будем шептать, у нас ничего не получится. Поэтому мы должны 10 августа услышать, как наши голоса засчитают, и сказать свое слово, что мы за честные выборы, мы за мирные перемены. Мы должны сказать «хватит», потому что уже надоело. Знаете, вот по Минску, я когда смотрел, была мирная инициатива от штаба Виктора Бабарика, когда по просьбе штаба Виктора понесли жалобы в ЦИК о том, что люди, избиратели, хотят, чтобы зарегистрировали Валерия Цепкала и Виктора Бабарика. Это право, которое есть у любого избирателя. ЦИК тут же начал медленно принимать объявления, начал появляться ОМОН, который начал оттеснять людей. Минчане пошли в главпочтамт, чтобы отправить письма. И вот чудо, главпочтамт перестал работать. Люди пошли недалеко на железнодорожный вокзал, на 2-м этаже, там тоже есть почта. И вот чудо, она тоже перестала работать. Друзья, к чему я это все веду? Креатив и юмор, позитив – это офигительная штука. Пессимизм, страх, он парализует мозг и не позволяет нам идти вперед и развиваться. У многих сейчас есть такое сомнение. 26 лет это было, и сейчас не прокатит. Если нет надежды, то все эти ребята, которые сидят сейчас там, дело Сергея, не имеет никакого смысла. Люди, которые верили ему, говорили, ты не взлетишь. Появились самолеты. Люди, которые говорили, не получится летать, плавать под водой. Мы это можем. Так в чем проблема? Проблема в том, что мы должны 9-го пойти проголосовать, пойти наблюдателями, чтобы контролировать наши голоса, и у нас все
получится. На этом, друзья, я очень рад, что я приехал в город Могилев. Я призываю вас голосовать за Светлану Тихановскую, которая на этих выборах стала флагом перемен. Ее поддержат другие штабы. И те, кто хочет, чтобы отдать свой голос за Виктора Бабарика, за Валерия Цепкала, поддержите Светлану Тихановскую. Потому что будут новые честные выборы. В них может принять, не знаю, участие Возняк, Шушкевич, да все кто угодно. И вы, избиратели, будете говорить, кого вы хотите видеть на посту президента. Но я открою тайну, что я выступаю за парламентскую республику. Я считаю, что через какое-то время мы должны прийти к парламенту. Потому что как таковой институт президентства – это очень дорогая штука. Вы видите, куча резиденций, куча охраны. А я хочу, чтобы наши депутаты катались на велосипедах и не прятались от народа. И мы с вами все это сделаем. Друзья, еще пару слов. Я считаю, что сейчас вот было заявление о том, что президентом не может быть человек, который не служил в армии. Да? То есть часть мужчин, все девушки и женщины, они такую возможность не получат. Я считаю, что женщины могут тоже ему ответить. Кто не рожал, у кого нет детей, у кого нет красивой фигуры, длинных ног, они тоже не могут быть президентами. Я так шучу. Поэтому, когда в других странах я вижу, когда ездил за границей, что управляет министром МВД девушка-женщина, министр обороны девушка-женщина, я считаю, что это какие-то пережитки прошлого. Если человек умный, достойный, нам должно быть все равно, кто он, мужчина или женщина. Еще хочу добавить, и я это говорил в стриме. Светлана Тихановская буквально за 2 месяца стала известна, и Вероника Цепкала и Мария Колесникова стали известны весь мир в Беларуси. Но так получается, что одна жена несменяемого человека только была мною увидена в его декларации, которая была рассмотрена в ЦИКе. Я считаю, что президент, который будет, он должен общаться с народом, он должен выходить какие-то песни петь. Ну, понимаете, я за максимальную открытость, за общение с людьми. Я против всяких заборов. Потому что, когда проходит 26 лет, мы видим профессиональную деформацию. Когда, как в одном ролике сказали, какой у меня рейтинг у народа? Все пучком. Помните, может, смотрели? Ресторатор сейчас ответ выбросил. Друзья, спасибо, что вы здесь собрались. Светлана очень хотела приехать, но просто сейчас очень много навалилось срочных дел. Вы знаете, что штаб Светланы был разбит. Он сейчас формируется с новой силой. Есть большая поддержка сильных политиков, сильных партий, сильных общественных организаций и штабов Виктора Бабарика и Валерия Цепкала. Я считаю, что как уже окрестили в белорусском и мировом интернете, 3 красавицы против мужской диктатуры. И я думаю, что это классная вещь, которая ни в одной стране мира такого не было. Если на девушек поедут на танки, они засунут ему в дуло ромашку, и ничего от танка не получится. Любовь побеждает бред и силу. Любовь и разум побеждают любые гадости, которые могут происходить на этих выборах. Поэтому, друзья, вера двигает великие вещи. С Верой Сергей поехал кататься по стране, и мы ему, блогеры, многие сказали: Серега, у тебя ни хрена не получится. Месяц, 2-й месяц, 3-й месяц. И вы видите, что начало происходить по стране. Люди сами выходили и рассказывали свободный микрофон о своих проблемах. А почему так получилось? Потому что на белорусском телевидении официально, в официальной прессе этого никогда нам не говорили. Власть, к сожалению, не хочет слышать о наших проблемах. Еще раз, друзья, спасибо, что пришли. Спасибо, что здесь стоите и не расходитесь. И я вас призываю идти на выборы, голосовать и отдавать свой голос за Светлану Тихановскую. Она представитель 3 штабов.
Спасибо большое. Новый сырак. Шеве Беларусь. Могилев, приходи поддерживать пикет кандидата в президента Светланы Тихановской. Присоединяйтесь, люди, не откажут белорусы. Долучайся! Долучайся! Чайся! Чайся! Великое дякую, друзья! Друзья, если кто-то что-то хочет еще сказать, подходите, не стесняйтесь. Здесь вы можете говорить все. Здесь рот вам никто не закроет. У нас здесь формируется Беларусь будущего. У нас здесь свобода слова. Здравствуйте, могилевчане. Нагадаю, это пакет за Светлану Тихановскую Могилев. Пугайтесь, что здесь мало людей. За моей спиной моя семья. Это 5 взрослых человек. По разным обстоятельствам они не могут или не смогли сегодня прийти сюда. За моей спиной очень много друзей и знакомых. Я не могилевчанка, я с района. Поэтому приехать куда-то на митинги не каждый может. Есть огороды, есть дети. Есть еще одна вещь. Я даже сейчас говорю, и у меня вот здесь страшно. Я пересилила свой страх. Решила выступить перед вами. Этот страх воспитывался у меня еще от мамы, которая боялась высказать что-то на работе, потому что вызовут, проработают на профсоюзе, потому что лишат очереди на квартиру, потому что уменьшат какие-то 13-е или еще какие-то зарплаты. Мы уже об этом, кстати, забыли, что такое было. Когда? Поэтому я вам хочу сказать, что эти люди, не придя сюда, но будут голосовать правильно, будут голосовать за свою свободу, за освобождение после 26 лет вот этого страха, который я даже сейчас не могу из себя выгнать. Он есть. Поэтому не бойтесь, разговаривайте с соседями, разговаривайте с друзьями. Пускай они тихонечко боятся, но тихонечко правильно голосуют, фотографируют и, хотя бы хранят на телефоне. Чтобы потом, когда нужно, мы показали, вот моя фотография, вот мой бюллетень, вот мой паспорт. Я не голосовала за вас, я голосовала за свободу. Спасибо. Спасибо за вашу смелость. Друзья, подходите, не бойтесь. Говорите все, что хотели когда-то сказать, но не могли. Я надеялся увидеть Светлану и Веронику, и Марию Колесникову, представителей штаба Виктора Бабарика. Сам являлся членом инициативной группы. Я сержант запаса внутренних войск. Вот. И я хочу сказать, что внутренние войска, большинство из них сейчас колеблются, боятся выполнять эти приказы, потому что, есть статья 40 Конституции, ребята. Я сейчас вот к ним обращаюсь, которая говорит заведомо о неисполнении преступного приказа. Ребят, не бойтесь, народ с вами Беларусь. Передайте, пожалуйста, вот эти цветы Марии и Светлане Тихановской и Веронике. Спасибо. Давайте мы зараз запытаем что-нибудь. Николай, вы уже отсидели сами уже несколько суток. Мне 15. Да, 15. Что можете посоветовать людям, которые, может, боятся, что сам могут закрыть? Я уже взрослый человек. Не бояться. Я никогда не выбирал президента. Не бояться того, что вы будете сидеть чуть хуже, чем люди, которые за хулиганку, за другие вещи. Мы это делаем не потому, что мы нарушили закон. Мы это делаем, потому что мы за светлую силу. Мы это делаем, потому что в нашей стране правда. Поэтому бояться глупо. И не бойтесь. Одну усатую физиономию. А вот и мне это надоело. Все ж таки выключите блогерство, такое поширение информации.
Это даённики плену? Блогерство, поширение информации людьми, даёники плен? Нашу независимость, нашу свободу, Вижу нашу постоянную возможность обратную связь, собираться и реакцию говорить людей. свободно то, что мы И я думаем. доношу свои мысли, мои И самое подписчики, главное, зрители он корректируют. украл возможность Если я выбирать. заблуждаюсь, это идет такое двустороннее общение. Сейчас, Поэтому я считаю это очень полезное 9 и нужное августа дело. у нас будет возможность, То есть открытость информации, напевно, і переможе у нас такую будет систему. возможность попытаться отстоять только свой вместе, голос. потому что Свое какая бы право ни на была выбор. умная голова, Змей Горыныч может Светлана быть не умнее. политик. Поэтому только вместе Светлана и Тихановская каждый не имеет всегда право может красиво и на правильно свое говорить. мнение, и пускай оно будет Но даже она близка ошибочное. нам Все всем равно это своей мнение нужно обсуждать любовью, и находить своей истину только преданностью совместными усилиями. Потому что мы своей 26 лет жертвой. живем, Она скажем, по мнению настоящая одного человека, белорусская, и видим, и что она оно одна не из всегда, нас. далеко не всегда бывает правильно. Поэтому я как-то прошу так. вас всех, придите 9 августа на участок и отдайте свой голос за Светлану Тихановскую. Потому что это наша надежда. Это наша надежда и возможность изменить нашу судьбу. Спасибо. Друзья, сегодня мы подготовили два обращения. Первое начну я, это обращение ко всем учителям. 9 августа состоятся выборы президента Республики Беларусь. Вся страна ждет, надеется, что впервые за долгие годы это будут свободные и справедливые, честные и прозрачные выборы. Вся страна надеется, что президент будет избран демократическим путем, без фальсификаций, с прозрачной процедурой подсчета голосов. Вместе с тем мы выражаем обеспокоенность тем, что избирательные комиссии в этом году опять сформированы из проверенных властью на прошлых выборах людей, которые находятся в зависимости от власти, а власть этой зависимостью просто нагло пользуется. В результате выборов и референдумов у нас проводятся с грубейшими нарушениями закона. Участковые избирательные комиссии почти повсеместно находятся в школах. Учителя традиционно работают в избирательных комиссиях. И именно они становятся свидетелями и участниками этих незаконных нарушений. В этой связи мы обращаемся ко всем учителям с просьбой. Первое. Взять на себя ответственность за будущее нашей страны, за свой имидж и репутацию, чтобы потом честно и открыто смотреть в глаза своим ученикам и их родителям. Второе. Обеспечить прозрачный, честный и независимый от власти подсчет голосов. Третье. Не подписывать протоколы избирательных комиссий, если вы не уверены, что голоса избирателей считались честно и открыто. Четвертое. Воспользоваться возможностью избирать нового президента для построения суверенной, процветающей Беларуси, управляемая верховенством закона, из которой наша молодежь не уедет в поисках новой, лучшей жизни. Мы выражаем уверенность в том, что в скором времени у нас произойдут позитивные изменения, в которых заинтересовано все наше общество. Верим, можем, переможем. Поднимите руки. Хотим свободную Беларусь. Если да, поднимите руки. Вы нас слышите? Поддержите народ Беларуси. Живи Беларусь. Перестаньте выполнять прихоти ваших директоров. Давайте все вместе. Верим. Можем. Переможем. Верим. Можем. Переможем. Ура! Живи Беларусь! За честные открытые выборы! Друзья, также у нас есть люди, которые записывают наблюдения. Подходите. Подходите, записывайтесь. Не бойтесь ничего. Давайте покончим навсегда с этими фальсификациями. И еще одно обращение. ОМОНовцы, милиционеры, сотрудники МВД, военные
люди, которые переоделись в штатское. Вы очень нужны нашим людям. В случаях опасности мы обращаемся именно к вам. Но народ стал смотреть на вас, как на врагов, потому что народу стало страшно. Вы это прекрасно и сами уже знаете. И мы можем только представить, насколько это тяжело. А ведь милиция должна вести себя так, чтобы людям, наоборот, не было страшно. Сейчас, возможно, впервые за свою профессиональную жизнь вы находитесь на перепутье, потому что вы видите, сколько людей хотят перемен. Возможно, впервые вы их тоже захотели. Вам надоело хватать без разбора и избивать своих соседей, своих знакомых, свой народ. Народ, который вы присягали защищать. Но вам приходится, потому что вам, возможно, впервые тоже стало страшно. Страшно потерять работу, страшно выплатить огромную сумму за обучение, страшно пойти под трибунал. Страшно встать рядом с народом, когда нет гарантии, что народ примет тебя на свою сторону, и нет гарантии того, что мы 97% победим. Но все эти страхи напрасны. Силовики, которые стоят на стороне народа, вы выполняете свою присягу. И вы обязаны защищать свой народ. И государство, новое государство 97% вас защитит. Все штрафы за обучение будут отменены. Вместо трибунала вас наградят за мужество, а народ, ваши братья, давно готов принять вас и ждет ваших действий. Все, что нужно, это только для начала один из вас. Всего один. Герой. Герой, который не побоится крикнуть «Живи Беларусь!» и встанет рядом с нами, с народом. Если «Живи Беларусь!» не про вас, можете крикнуть «Мужики, я с вами!» Это не суть. Главное — стать плечом с нами, теми, кто борется за то же будущее, которое хотите и вы. Когда первый это сделает, это разрушит стену страха для ваших коллег. Ваши единомышленники в погонах через секунды последуют за вами. Ведь им тоже страшно, им тоже нужен герой, тот, кто перейдет на сторону первым. Герой в погонах, ты нужен нам, ты нужен своим братьям, ты нужен нам, чтобы помочь привести нас к новой Беларуси. Мы знаем, что ты начал уже думать, а может это я. Да, это ты, именно ты. Вместе мы сможем. Делим, можем, перемогам. Делим, можем, перемогам. Скажите, есть еще кто-нибудь, кто хочет сказать? Идемте. Уважаемые мои малючани, я вельмі шмат год працювала у системі педагогічній, у той системі, яка рихтувала наставників. І я зараз пройшло шмат год, як уже не працюю, я давно вже на пенсії, але я хочу звернутися до своїх былих навченців, до своїх дівчинок і хлопців, які отримували гэту спеціальність. Ви були всі вельми творчі, у вас були вельми добрі мары, ви всі хотіли розвивати діток. Я не думаю, що у вас гэта атрымалася в нашій системі. Я памятаю нават вас поименно, прошло вельми много год, больше 20, але я помню Танечку Бры, я помню тебя Лена Патрушева, я помню тебя Наташенька Петрош, Андрей Селиверстов, Ирочка Селиверстова, Дударенко Леночка, усе вы, кто в Бобруйску, кто находится тут ближе до города Могилева. Я думаю, что вы можете быть у этих выборчих комиссиях. Я вас вельми прошу,
Зробіть тое, об чым вы марили. Зробіть так, каб была магчымасць у нашай дзяржаве развівацца нашим деткам і пасля гэтага знаходзіць сабе шлях у нашай краіне і не жыць на тыя невялічкія грошы, якія вы зараз атрымоўваеце. Будьте так, проявите свою честность, коли ласка, не фальсификуйте. Если у меня спросить страшно, да, страшно. Вот стоят две девчонки, и я не хочу, чтобы мне было стыдно. Вот, через несколько лет, чтобы у моих девчонок была свобода, чтобы они могли учиться в нашей стране, не ехать куда-то далеко оттуда. Так что живи Беларусь! Друзья, подходим, не боимся. Я уверена, что у вас есть что сказать. Не стесняйтесь. Привет, Могилев. Мне 18 лет. И через 3 недели будут первые выборы в моей жизни. И я очень хочу, чтобы эти выборы действительно что-то изменили. Даже, я считаю лично, что даже если Лукашенко все-таки посмеет опять написать себе вот эти диктаторские 73%, это еще ничего ни о чем не говорит. У Лукашенко нет абсолютно никакого рейтинга, никакого поддержки. И никогда таких высоких шансов за 26 лет у нашего белорусского народа еще не было. Это нужно понимать. Даже если он посмеет нарисовать себе эти цифры, мы все равно будем выходить. Он сможет сдерживать власть только силовыми методами, своим ОМОНом, своими овчарками. Но мы тоже имеем силу, мы имеем волю, и мы покажем, что мы не просто овцы, которых можно стричь, а мы действительно люди, которые хотят уже давно хотят жить как люди, и мы будем жить как люди. Живе Беларусь, стоп, таракань! Небольшой оратор, но пару слов скажу, и вы уж мне снисходительно. По-моему, Вольтер сказал, я знаю, что наши мнения расходятся, но я отдам жизнь, чтобы ты мог высказать свое мнение. Вот и я хочу, чтобы в нашей стране было так же, чтобы любой из нас мог сказать свое мнение и не был арестован, не посажен в тюрьму, не избит палками. Я слышал здесь за парламентскую республику. Я тоже за парламентскую республику. Потому что Маргарет Тэтчер сказала, что государство может процветать без каких-то материальных ресурсов. Я, может быть, не точно это. Вот. Самое главное – это люди. Посмотрите, сколько наших ребят в Кремниевой долине в Америке. Сколько наших ребят трудится за рубежом. Они уезжают. Потому что здесь нет ни понимания новизны, нету недостойной зарплаты. Весь мир уже давно изменился, а мы все еще коров моем. Я немножко историю вам скажу. Может быть, она не для широкой публики, но такая притча. Воробья накрыла коровья лепешка. И он там ковыряется, ему тепло, что-то поклевать нашлось. И он считает, что ему все завидуют. И также наше телевидение, оно день и ночь рассказывает, как мы тут копаемся, и как нам все завидуют, и как нам хорошо. Но мы-то с вами знаем, что это совсем не так. И жить в таком концлагере, когда все зависит от одного человека, ни мне, ни вам, я думаю, не хочется. Я не помню, кто это сказал.
Но тот народ, который зависит от судьбы одного человека, достоин кнута. Давайте уйдем от этого. Он когда был в Гродном музее, посмотрел там достопримечательности, увидел клетку и сказал: вот это хорошая вещь. Давайте мы уйдем от этого. Проголосуем за перемены. Мы их ждем. Подходите, не бойтесь. Хватит бояться. Привет, Могилев. Завидую белой зависти вам. Дело в том, что вы первые провели пикет предвыборный. И провели вы его не просто так. Тут собралась, на мой взгляд, одна из самых сильных команд ваших местных, которые способны решать сложнейшие организационные вопросы политические, способны объединять людей, способны действовать как обособленная ячейка политическая команда. Поэтому вам респект, все присоединяйтесь, подходите, кто хочет в наблюдатели. Вам все расскажут, все покажут, все объяснят, и вы все сможете, все от вас зависит. Спасибо, Могилев. Живи Беларусь! Тетяна, може некілька слов? Да, конечно. Мы зараз запитаем Тетяны Харченко, это доверенная особа по Могилевскому региону. Скажите, Тетяна, ну як вам перший вот такий пикет? Это в перший и не только в Могилеве, Да, Беларуси пикет? это вообще, в принципе, первый республиканский пикет в поддержку Светланы Тихановской. Люди пришли, люди приходят, подтягиваются, но я думаю, что их еще может быть гораздо больше. Я думаю, что они еще придут и завтра на пикет, и сегодня еще подтянутся. И также я приглашаю тоже прийти, потому что этот пикет официальный. Я даже вчера у нас были некоторые сомнения у людей, которые не верили в официальность пикета, боялись приходить. Я заявляю официально, как доверенное лицо. Вот я даже покажу свое удостоверение со своим лицом, что этот пикет официальный. И завтра у нас тоже будет официальный пикет с 3 часов дня до 8 часов вечера. В понедельник, вторник также мы проводим пикеты, но уже с 5 до 9 вечера. А дальше мы будем вывешивать графики. Поэтому, когда, скажем, информация идет от доверенных лиц, то есть от меня, Севаченко Татьяны и Шанцова Владимира, это официальная информация. Приходить сюда можно. Ничего не бойтесь. Автозаки и РОВД нас не могут забирать, не имеют права, потому что это официальное мероприятие, разрешенное законодательством. Скажите, ну а тяжко было организовать? Мы же уже, у нас же в Могилеве были два штаба, и Цепкала, и Бабарики, и они допомогу не оказали? Сегодня они, к сожалению, именно как из самих штабов, ну то есть сам штаб были как бы разрушены, поэтому они только сейчас, буквально с вчерашнего дня, формируется новый совместный штаб. Я хочу сказать, что в нашей инициативной группе в поддержку Светланы Тихановской присутствуют как члены инициативной группы Валерия Цепкала, так и Светланы Тихановской, а также члены Объединенной гражданской партии и еще просто активисты, которые первый раз вообще участвуют в какой-то предвыборной кампании. И люди у нас подтягиваются все больше и больше. И те, которые были за Бабарика в том числе. Организовать было, скажем так, не сказать, что сложно, но это, скажем, работы было несколько дней, чтобы организовать музыку, пригласить артистов, чтобы дать всю вот эту информацию, сходить в горисполком. Мы самое первое, потому что, наверное, сделали такой лайфхак. Уже 14 или 15, я не помню точно числа, на сайте Центральной избирательной комиссии было решение о том, кто доверенные лица. Я увидела свою фамилию, и с этим решением, и со своим паспортом я пошла в горисполком, чтобы уведомить о проведении пикетов. И все вышло хорошо, то есть уведомление было подано так, как это все официально. Поэтому мы оказались самыми первыми.
А не плануете на другой пляцовке, вы там каля олимпийца? Пока что нет, уведомления туда не подавали, но я считаю, что и смысла нет. Во-первых, хотя бы здесь, возле Ледового дворца, мы можем собираться. Это такое место недалеко от центра города, гораздо проще. Если мы будем всех приглашать на Олимпиец, то это очень далеко. И плюс ко всему, я считаю, если мы сделаем график выступлений и график наших пикетов в одно и то же время, на одном и том же месте, люди будут знать и будут приходить. Это будет официальное мероприятие. Планируется оно, наверное, чуть ли не каждый день. Правда, единственное, что мы также планируем провести несколько пикетов по Могилевской области, потому что не во всех городах есть доверенные лица. Всего по республике их 30. Поэтому надо охватить как можно больше городов. График мы будем вывешивать, всех приглашаем на Ледовый дворец присоединяться к нашим пикетам, следить за графиком. А скажите, а не пытались не домовляться з іншими кандидатами, з іншими штабами, щоб сумісно які пікети, ну, ось не кроме Тихановской, а там Щеречнем и еще некие? Нет. Пока нет? Нет. И не плануете пока? Нет. И яны вам таких пропонов не давали? Нет. Ясно. Нет. А ви зустрічі вже у помешканнях неякі, можете нечто сказати? Ці визначений некий час, коли зустрічатися і, как бы это не на улице было, а некая такая официальная встреча с жихарами района? Перечень официальных мест уже есть на сайте горисполкома, но мы пока что еще не подавали ни одного заявления. Будем мы это или не будем делать, я не могу сейчас сказать наверняка, но скорее всего будем. Но скорее всего это будет происходить таким образом, что одно из доверенных лиц будет здесь все равно, а второе будет тогда проводить, наверное, мероприятие. Ну, а есть некая надея, что переможем? Есть, конечно, есть, но все в наших руках. Вот посмотрите, сколько пришло людей сегодня. Это больше, чем когда-либо на одном из вообще из всех пикетов, которые проводились в выборную кампанию. Насколько лично помню я. И поэтому, если мы сейчас, когда у нас есть официальное место, где мы можем просто своим присутствием выразить свой протест, или где мы можем просто выразить свое мнение, сказать что-то в микрофон, свободный микрофон, кстати, тоже, я думаю, неплохая форма проведения пикета, когда люди могут высказаться. До этого нам всегда закрывают рот, а сейчас мы можем говорить все, что мы хотим. Вот, поэтому все, ребята, в наших руках. Если хотим, если верим, то переможем. Дякую. Это была доверенная особа Светланы Тихановской, Татьяна Сиваченко. Зараз є така невелика музична програма. Ось люди дивитися. Вот такая импровизированная встреча с Николаем Масловским. Я сейчас анализ сделал по своему этому Фрунзенскому округу. 80% те же бойцы сидят. То есть, понимаете, есть партии, есть общественные объединения, которые, грубо говоря, целый год там вот сидят, носу ковыряются. Оказывается, месяц до выборов они открывают свой сарайчик, какая-то партия жить начинает. Там партия здравого смысла какая-то, что-то там, ребята, вот кто-то... А? Так вот, смысл какой? Есть вариант, но я вам их не скажу. А я объясню, послушайте. Как только Бабарика штаб придумал офигенно классную идею в рамках закона, и люди выстроились 2 или 1,5 километра с этими заявлениями в ЦИК, им перекрыли подходы к этому циклу. ЦИК сказал, что только может сам принести кандидат, либо доверенное лицо. То есть людей послали нафиг, если говорить по простому языку. Поэтому я что скажу? В определенных службах есть специальные отделы, там сидят люди на большой зарплате. Их цель заключается в чем? В том, чтобы мешать и предупреждать. Они работают на предупреждение. Поэтому я в своих роликах повторял много раз такую фразу. Испанскую мыслитель называется Бальтазар Грасиан, 17-й какой-то век. Огласить замысел, погубить его. Поэтому, понимаете, если мы идем на голосование, мы призываем идти наблюдателями, да, то, конечно, появится какая-то информация по защите голосов. Как от традиционных вещей. Я не многие вещи не называю, потому что меня по 342 подводить статью, как многих сейчас, да? То есть ты призываешь какое-то мероприятие, ты организатор, тебе до 3 лет сразу автомат. Вот этот катасы бубенцы потянули, но у нас это, к сожалению, в стране работает.
Спасибо за работу вам. Да, но суть дела в том, что вот я задал вопрос, я хочу свой голос. Я не говорю про всех. Вам сказали, что пока это еще очень рано. Светлана Тихановская сказала, что каждый гражданин Беларуси имеет вправе определять методы и способы защиты своего голоса в рамках текущего законодательства. И я просто так говорю, почему мы верим в линейные связи, потому что сейчас стихийно появляется новое движение, которое настолько креативно возникает, которое просто у меня в голове такая мысль не могла прийти. Те же велосипедисты там выехали, кольцом покатались, люди еще что-то сделали, понимаете? Фонариками сейчас пошли предложения там красную полосу на избирательном на этом ставить, еще что-то. Можно тоже предложение? Светлана, на светлом, на Беларуси белом, давайте в белом придем на выборы. Просто чтобы была одежда белая, вы этим покажете. Идея классная. Передайте как вариант. Это классная идея, я тоже с этим согласен. Добрый день. А можете пару слов сказать для трансляции 6 бай? Вы адмыслово сюда пришли на встречу? Секунду, а кто вы? Ну вот, можно поглядеть. Это 6 бай про наш Могилевский портал. Вы в прямом эфире. Я, или благодаря возрасту, пришел, потому что больше терпеть это нельзя. И я, наверное, лучше, чем все эти люди, понимаю, почему это терпеть нельзя. Потому что последних 20 лет я преподавал РУ, это машинка, преподавал политологию. Кроме того, я кандидат философских наук, то есть я склонен вообще к анализу. И вижу, что в этой грязной, липкой паутине жить больше нельзя, паутине лжи. И говорю, что я лучше всех здесь. Лучше я не буду. У меня есть что сказать. Дякую. А это ваши так само близкие некие? Ну, были тут маленьким? Нет, у меня сын на работе, невеста на даче, на нашей, который подполит и так далее. Так что не было. Ну, а все ж таки, что можно сделать, чтобы поменять? Можете только что сказали. Надо просто проголосовать за Тихановскую. Если она сделает то, что она обещала, то есть новые выборы, нормальные, честные, порядочные, без ермошных. Вот. Тут будет все в порядке. То есть все залежит от людей? Конечно, от нас. Дякую. Спасибо всем. Спасибо всем, кто здесь, кто пришел. Добрый день, это 6 бай, прямая трансляция. Может, нечто скажете? Ну, чему вы тут? Мы хотели бы, конечно, чтобы выборы прошли, как говорится, честные, да. Потому что действительно надоело за 26 лет уже просто слушать обещания. Все. А ничего не предпринимает. Просто обещания. Конечно, хотелось бы, чтобы прошли честные, без этих фальсификаций. Потому что вот эти вот 73%, которые прошлый выбор, это за него никто не голосует, а красиво набирает. Ну, а скажите, улады, скажем так, кажут, что люди хочуть, ну, поменять там, я не строй конституційний, там, нечто такое, ну, майданы некие зладить. Як ви лічите, що ось заміна президента, вибори президента, наскільки може змінити Білорусь, там, поламати нечто в Білорусі, чи вогулі там погрожає незалежності? Во-первых, человек несет много взглядов на экономику, потому что мы идем по старой схеме. И действительно он будет делать, чтобы страна развивалась, чтобы мы не стояли на одном месте. И была достигнут достойный уровень жизни наших людей. Поэтому я считаю, человек должен идти с новыми мыслями, взглядами. Дякую.
здравствуйте. Вы в музыкальник хотите записаться? Да, хочу записаться в кандидате. А ни разу не были? Нет, ни разу, первый раз. Ну, и як ви думаєте, у чим буде ваша задача на музикальнику? Смотреть, чтобы не было нарушений на выборах. И надеяться, что я внесу небольшую лепту в общее дело. Добре, дякую, фото. Поддержите. Плохо слышно. Пробачте, можна вас пару питань? Можна вас спросити пару питань? Ну, скажите, вы кому вы сегодня сюда пришли? Познайомиться. Программою Светлана. Вот, мы, сегодня не было. Привет всем таким. Ну и пришел подтримать ту политику, которую хочет установить. Политику справедливости, политику годности людей, политику свободы. А вы, есть некая надежда, что голос, какая тут зараз ко мне пришла, может все-таки сделать для того, чтобы, ну, поменять? Учитывая, что я зараз выступаю влада, надеюсь, многие скажут, надеюсь, помираю опошник, наверное, еще слабо. Потому что влада может пойти еще больше жесткие меры, как принимать власть. Поэтому Дякую. Откажете на питание? На питание откажете? А вы со штаба Валерия Цепкала, да? Мама моя, а я тут. Ну, то есть, вы подписи зареєстрували, може бути, да? І от скажите, що це його не зареєстрували, як ви до этого относитесь? Ну, конечно, отношусь плохо, но будем надеяться, что вот они объединились, Виктор Говорихин, Светлана Тихановская. Надеемся, что что-то из этого хорошее выйдет, получится. Ну, я думаю, что сейчас так вот, когда вот что-нибудь решится, я думаю, что все хорошо. Если люди не будут бояться, то все решать. А готовы підтримати Светлану Тихановську? Готовы підтримати Светлану Тихановську? Я все мои друзья готовы, все готовы. Дякую.
беседую с Добрым. Як было чутно. Вот тут такая музычная программа и довольно много минут. Нагадаю, у могилі сьогодні анонсована готова встреча, агітаційний пікет до 19 годин. Ну, а по закону навод можно и более тут заставаться. Так что, коли некто хочет размовлять с доверенными особами, там, какими-нибудь блогерами, я думаю, то сюда можно еще подойти целком легально на законных подставах быть, дельничать, ну, таким агитационным. Ну, или можно назвать массовые акции. Тем больше, что тут я пока что не зауважил такую охрану, милицию, или, как кажется, коров с камерами. Все проходит спокойно. Ну и много ряд таких провокаторов, таких пару разов были на сборе подписей. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисован бульвар, реки и мосты, разноцветные лестнички, белые банты. Этот город просыпая смотрит в облака. Там совсем недавно спряталась луна. Заважили, Сильно такие же стало гаеты. Молоді шмат, і люди прийшли помогает человеку чудеса, распускаются пока прямо в небеса. Я не знаю, еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутные ветры, потому что навсегда. Ну, ось такі пригожі жінки і пригожий стяг. Ну, як вам сьогоднішня така акція? Складно сказать. Трошки не мне не подобается вот эти старые события. Есть белорусские, у нас столько шоу белорусских. Петра Черепахина, это просто так. Ну, что-то нечто. Так мы замолчиваем такое. Зараз пойти как буду пойти. Это только первый пикет, я думаю, что можно тут будет еще. Будет ще партия? Ну, добре, скажу. Может, каждый день они обещают пикет. А, да? Ну, надо им зробить некую увагу. Все-таки хотелось бы чуть больше белоруска. И также это Драмен теперь переклали. Чи муры. Ну, конечно, треба белорусскости больше. Как больше звучало наш фирмовый. Тогда будет, может, и лепей до сердец можно достучаться, до людей. Так, будем сподеваться. Я передам организаторам. Останусь навсегда. Ой, я не знаю еще, на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутные ветры, останусь навсегда. Сейчас песня, которую многие знают. Немного теплее за стеклом на злые морозы. Хожу эти двери, словно сад, низких цветов. Кто бы думала зрасти зимой, о, белые розы. И мир носить жестоких юг. Ну так, я покажу, что Францина, я это показала. Это арты, конечно, такие веселенькие, скажем так. Может быть, организаторы почуют и трошки додадут нечего говорить. Ну, а поскольку
можем побачить, что активность произошла после такой встречи. Лазерами. Потому что я нахожусь. Ее больше ничего не волнует. Это вот... И ты приходишь к тем же членам избирательной комиссии, я объясняю, что вы нарушили. Да, но вы нарушили, меня наказывают. Маша Васильевич, приношу нарушение. Нет, такого не было. Так я говорю, так вот фотография у вас возле исполкома висела. Нет, такого не было. Все. И хочется, знаете, вот, я человек мирный, хочется взять так вот, шваркнуть головой в стол, да? Ну, ты понимаешь, это делать нельзя, это женщина. Это реальная Беларусь. Да, и вот она смотрит на тебя, как бабушка моя говорила, походится хоть стил очень, а? Ну, не разумею. Скажите, а Николай Масловский? Нет. Доверенное лицо Светланы Цыгановской. Скажите, ее самой здесь не будет? У нее не получилось. Я скажу так, что когда произошло менять штабов, у каждого штаба своя, скажем, там, да не то, что программа организации, все эти заморочки, да, и когда штабы между собой долго там, а девчонки за 15 минут договорились, так они-то договорились, а штабам-то надо все реализовать, понимаете? Ну, вообще хотелось бы, чтобы действительно пообщаться с Претендент будет появляться, но еще раз скажу, Светлана не политик. Это первое. Мы прекрасно понимаем, что не идет какая-то борьба программ. Потому что если говорить, например, Цепкала своя программа экономическая, у Барика своя программа, да? Вот. У Тихановской, скажем, если говорить наследие Сергея, она была меньше проработана, например, по каким-то вещам. Я, например, от УДП вообще, да, у УДП, Отдельной гражданской партии, своя экономическая программа. Тут фишка заключается не в том, что мы за программу голосуем. Мы голосуем за новые выборы. Мы голосуем за то, чтобы они были честны. Мы голосуем за то, чтобы нас кто-то слышал. И я вот, например, в эту кампанию пошел доверенным лицом. Во-первых, это блогерская тема поддержать, как блогер блогера, да, вот сейчас мы Сергей. А вторая, самая главная фишка, что я, если мне что-то не нравится, хочу выйти на улицы Минска, по Конституции сказать, что я хочу, где хочу, как хочу. Главное, чтобы не нарушая закон, и кого-то не мешая. Но фишка в том, что в Минске с майкой 3% ты можешь пройти 50 метров. Ну, а Николай, скажите, пожалуйста, вот на этом этапе Светлана Тихановская будет остановиться? Я скажу так. Я скажу так, что на нее давят как на женщину, на любящую женщину, как на мать. Потому что я скажу, что у нее громадные переживания. И у нее громадный стресс, особенно когда адвокат приходит. Этому адвокату хочется сказать. А другие есть какие-то решения? Ну, может, компромат какой-то? Ну, какой-нибудь, да, ваши мысли. Провокаторы во время пикетов вам чуть не нашли. Но давайте говорить так. Если вот Сергея взяли, посадили против него компанию, да? Многие квартиры, дачи и прочее по несколько раз обыскали. Да, вот на третьем обыске обнаружили 900 тысяч. Это все? Друзья, если бы они на четвертом обыске обнаружили нефтяную скважину и что-то еще, я бы удивился. Да? У Сергея был биткоин, который мы перевели на день, когда был первый выставился пикет. Я говорю, Серега, или там, да, в этот день я говорю, Серега, у тебя там биткоин обнаружили, там что там. Говорит, да я его трогать не хочу, чтобы не было никакой вони, понимаете? Ну, чтобы никто ничего. Вы видите сами, да, собирали деньги, там все Казахстан получалось собрать 1500 и прочее, да. На эти деньги и что, это просто студия содержалась, и машина арендовалась, и по стране носился, да. Если кто-то говорит, там, человек пришел, грубо говоря, искать всю приключений, хорошо, делай канал, езди по стране, зарабатывай, если получится, и получай на полную попу свои приключения, что будет твоя жена на нервах там, да, тебя там будут ловить, отлавливать. То есть он знал, на что шел, но я повторю, что не Сергей, не Виктор Бабарига, который, можно сказать, не такой опрометчивый, как Сергей Тихановский же, так? Взрослый мужик, менеджер, опытный, у него же там консультанты, юристы, да? Он же пошел, если бы у него были какие-то грехи, но не полезный финансист никогда. Понимаете, конечно, это такой бред. Тем более, его сын спросил перед этим, ничего, все так чисто. Как правило,
правило, на какие-то мошеннические схемы не идут люди, у которых есть достаток, есть культура какая-то, да, есть стабильность. Но он сидел этим менеджером, получал там десяток, сколько там, я не знаю, $1000 в месяц. Ну, эти же обычные начальники много получают. Умный человек, все, ну сиди ты, ну, захотелось ему что-то изменить в своей жизни. Хорошо, значит, ты уверен за свое прошлое. Сергей тоже. Сидит и в России свои, снимаете ролики, у него это получалось, да. Сидит и в России, снимай ролики, ешьте дальше своих этих омаров, как он говорил, там 150 евро, да. Привози жену отдохнуть в Турции, где-то еще. Тоже вот, я про себя тоже скажу, я такой же, можно сказать в кавычках, мудак. Работал в ЕПАМе, работал на Газпроме, работал в Сибнефти, да. Все бросил, решил заниматься бизнесом в Беларуси. Понял, что это просто конкретная жопа. Ты идешь по минному полю, шаг вперед, два назад, относит ударной волной, опять идешь вперед, пятишься. Потом началась эта эпопея с тунеядцами. У меня вообще крышу сорвало, я думаю, это моя страна, что происходит? Я стал блогером, вот моя история, все. То есть я не то, что там готовился, то есть я на это все смотрел, а потом прорвал. Так вот, просто есть люди, у которых я им советую терпение бесконечное, а мне терпелка лопнул и пошел. Ну и теперь Все. вы считаете, что такой груз ответственности надо переложить на женщину? Ну вот как вы считаете, она вообще может это сделать? Что такое переложить? Сергей, когда вышел, по-моему, вот после суток отпустили, потом же посадили, да, вот когда избирательная кампания началась, начали собирать подписи. Он говорил, я не думал, что Светлана сама отнесет документ. Это с ним не было согласовано. И она постоянно об этом говорит, что ради мужа она туда пошла. Она обычная, ну извините за такое слово, нормальная такая вот женщина, да, писательница, домашняя, которая работала в Европе, там в Ирландии, языки эти, потом там 2 ребеночка, да, ну сидит эта домохозяйка, никуда не лезь. Другая бы сказала мужу своему, Серега, ну не будем этих кальмаров, и сало купим с хлебушком, и не лезь ты никуда, ничего. Она ж не стала палки в колеса, да? Молодец, женщины, молодец, 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 молодец. А у нее другого выхода нет сейчас. Как она может им стать? Давайте еще раз. Давайте еще раз. А к чему, чтобы мужа освободить своего? Нет, подождите, в 94 году, когда Лукашенко выходил на этот пост, ему Леонов, это бывший наш секретарь обкома, потом министр сельского хозяйства, он ему сказал, куда вы лезете, вы же не политик. А он сказал, не важно, я найду политиков, которые будут работать и которые до сих пор ему бумажки пишут. Так что, Светлана не найдет такого. Она и сказала, что найду. Мне главное, что и молодец, и молодец. Тихановского была провокация, правильно? Да. Против Тихановской. Такой провокации разве может и не быть? А что Друзья, давайте говорить так. Все зависит от нас. Реально, вот люди немножко успокоились, у Сергея очень много сторонников по всей стране, страна для жизни. Понимаете, одно дело, человека закрыли, другое, да, я не хочу каркать. Я говорю, если кто Светлану реально обидит, будет совсем другая реакция со стороны, я ни за кого не говорю. Но люди могут, знаете, вот есть городские сумасшедшие, а есть, которые по-мужски скажут, да что творится, понимаете, да? Да, правильно. Я про это говорю. Я никого не пугаю, но я просто вот думаю, что ее поэтому давят через, просто через муж. Поэтому она и сказала, что Лукашенко имел в виду, что войны не женская. Пусть он не борется. А теперь уже объявил, в армии надо быть, служить, чтобы идти президенты. Но это же смехоту. Понимаете, ну, вот почему, как это сказать? А почему? Есть люди честные. Потому что Светлана в армии не служила. А если люди, ну, да как нет такое? В какой стране? Но настоящий мужчина должен служить в армии. Мы не согласны? Не согласна. Не обязательно. Настоящий должен. ОМОНовцы тоже в армии служат. Он же про женщин сказал. Мне попалось... Мне сегодня попалась старшая армия. Сейчас прерывает. Пропала.
крайней мере, За пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь и разогнать крылом до ночных небес, скорее тебя обнять. За пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Скорее себя Чем мы еще можем Хотите, я запишу ваш номер телефона, ви скажете, що вмієте, що можете. Я не знаю, що я можу. Так, ми зараз запитаємо що-нибудь у правооборонця Бориса Бухеля. Мы бюджетники, вы же понимаете. Ну, чем мы еще можем помочь? Морально поддержать, как не разговаривать. Давайте что у вас происходит? Борис, можна пару питань до вас? Ну, як ви можете прокоментувати ось, давайте так, станемо трошки, такі ось уже легальні етикети початися, да? Чи може бути некая провокація з боку влади, скажімо, обвинуватить у неких закликах, я ще чем-нибудь, как люди не пужали сюда приходят? С правовой точки зрения здесь придраться не к чему. Но что изобретет власть, в этой компании много может быть власти. Ну, а ось все-таки такой массовый запис у назиральники. Насколько может допомогти зробити вибори, ну, направду? Это хорошо, что люди записываются, наблюдать. Но как их умеют организовать, особенно если их будет много, конечно, Ну, а скажем так, коли люди побачать, массово придут на участки проголосовать и побачить, что голосы посчитали не так, как треба, что это может высветить? считать, что произойдет, невозможно. Насколько это будет? Насколько это будет политическая масса в России? И что вы порадуете все-таки вот членам участковых комиссий, как не было никаких таких, ну, скажем так, негативных последствий? Ну, что вы можете порадить членам комиссии робить, чтобы не было таких негативных наступств? Там уже компания, это членов комиссии, спаянные правовой порукой за многолетнее неоднократное участие в избирательной комиссии. Поэтому солидно, что он бесполезно. Там все решает 3 человека. Считайте, сами остальные это... Все-таки, як ви думаєте, вот такая активность людей може не повпливати на их решение? Конечно, это все это влияет. Насколько это... Ну, не веду, насколько вам было чутно. Все-таки музыка ведь не громкая. Пробуем немножко далее отойти.
Ну, народ трошки так ось розміркувався по платформі, отримливая машини, які тут час від часу сигналять. І, напевно, вони всі люди обмірковують політичну ситуацію, як там ось у нас були приклади, коли міліціянти у судах свідчили, що люди збирались на некие акції масові і там виказували політичне міркування, там супроть уладов и все такое. Ну, а тут зараз легальний пікет, де можна це все відкрито виказувати. Хоча, коли відкрити нашу Конституцію, то наш державний лад якраз і ґрунтується на різностайності політичних поглядів, і ніхто не може нікого заставити їх змінити, там, наприклад, заставити не виказувати. Ну, але маємо те, що маємо. Друзья, давайте возьму микрофон и все-таки поговорим в микрофон. Потому что у меня связки не железные, вопросов много. Я еще раз скажу. Вопросы по... Спасибо автомобилистам! Спасибо, друзья! Друзья, конечно, было бы классно, если бы прямо здесь сейчас стояла Светлана Тихановская, Сергей Тихановский, Владимир Цыганович, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Владимир Неронский, Владимир Козлов, Серый кот. Но они все сидят. Давайте мы похлопаем и напишем им письма. Светлана Тихановская, у нее сейчас много интервью, идут согласования по штабам, много вопросов. Друзья, она реально хотела и стремилась приехать в Могилев. Но получилось вот так. Поэтому находится актив Могилева. Здесь я нахожусь, вы находитесь, и мы друг друга понимаем. И я считаю, это самое главное. Еще раз, приходите на выборы. Мы много пересмотрели вопросов, и бойкот, и не бойкот, и раскрашивание, не раскрашивание, и голосование. Мы реально все это продумали. И мы пришли к мнению, что нужно идти и голосовать. Мы прекрасно понимаем, что с этого дупла избирательной этой вот песнопесни счетовод с кривым калькулятором никуда не ушел. Мы понимаем, что в 18-м, 19-м, 2020 году в избирательных комиссиях сидят на 80% одни и те же люди. И я говорил в своих прямых эфирах, и сейчас скажу, что если ты становишься в Беларуси на государственном предприятии большим начальником, то на каждых выборах ты платишь дань. Ты обязан быть в избирательной комиссии и проводить выборы. Вот так у нас в Беларуси они каждые выборы платят своего рода оброк действующему режиму. Друзья, мы все это понимаем, но я еще раз хочу сказать, чтобы все меня услышали. Когда ты не пошел на выборы, я типа бойкотирую, да? Это одна ситуация. Когда ты пришел на выборы в знак протеста, вот я буду делать интервью с Погоняйло, уважаемым человеком, который предложил там половинку отрывать, там, приносить и прочее, мы тоже это обсудим. Но бюллетень портить нельзя, его должны посчитать. Поймите, как говорит Виктор Корниенко, который еще при Союзе был депутатом, и он член гражданской партии с колоссальным опытом, он говорит следующее: если вы не пришли на выборы, им ничего не нужно фальсифицировать. Они пригонят эти карусели, которые будут кататься на автобусах по одним и тем же избирательным участкам и поставят нужные голоса и проценты. Когда человек приходит и говорит: я хочу проголосовать, а когда таких людей приходит много, и эти же люди, которые сидят в избирательных комиссиях, они же понимают, что занимаются паскудством. Они же понимают, что воруют будущие голоса. Они же это понимают. А когда никто не приходит, ну согласитесь, ну что нужно подделывать? Ну придет БРСМ, придет Белая Русь, придут профсоюзы, да, государственные, которые на этих выборах, уже второй раз,
поддерживают Александра Лукашенко. А когда дело доходит до решения рабочих вопросов с этими профсоюзами, как правило, помогают независимые профсоюзы. Спрашивается, вот профсоюзные взносы платим для чего? Ну, если так вот разобраться, да? Чтобы выборы провели, правильно? Я еще хочу сказать, что я читаю постоянно комментарии на YouTube-канале, в соцсетях, на других каналах. Я читаю много статей, и я очень четко чувствую то, что вы мне пишете, обратную связь. И особенно, когда стал вот еще на прошлой этой кандидатом в депутаты, обошел несколько тысяч квартир, собирая сам свои подписи. Я скажу, что я уже это говорил. Даже 93-летняя бабушка сказала, что я против. Из 100 человек, грубо говоря, 8-15%, ну 20% по Минску либо не могли, либо не хотели поставить подпись за меня. То есть они были за Машеньку, потому что так нужно было сверху. Далее. Почему так резко упали рейтинги у, сами знаете кого? Коронавирус. Матери посмотрели, что их детей в школу погнали. Мы посмотрели, что с медиками творились, да? Понимаете? Мы все поняли, что творится. Дальше. Экономическая ситуация-то ухудшилась. И я уже говорил в ролике, еще раз скажу. Я в прошлом году в Минске покупал семейное мороженое за 250 грамм за 3,5 рубля. Оно сейчас в Минске стоит 6, что-то там 95-7 рублей. То есть за год это же мороженое стоит в 2 раза больше. Ваши доходы, думаю, у меня сейчас практически как стал политическим блогером, то есть, понимаете, какие доходы? От штрафа к штрафу. Вот. И даже скажу, вот, насколько у нас классное государство. Отбыв 15 суток в Цыпино-Окрестино, я получил 189 рублей за там проживание. То есть 13,50 стоила моя пайка сутки, нахождения на сутках. То есть меня наказали, и я еще остался должен. Это реально круто, друзья. Ни в одной стране, думаю, такого нету. Это только в демократическом, социально-ориентированном государстве такое возможно. Понимаете? И люди сидят в этих ШИЗО на Окрестино, они рвутся на любую работу, они рвутся на свалке собирать бутылки, мусор, для того, чтобы им этих 13,50 за сутки не рисовали, да? Что он говорит, моя семья, меня выдрали на 15 дней жизни, осталось без денег, а я еще приду и скажу, я вас еще 189 рублей заберу. Поэтому люди бегут, там бутылки собирают, какой-то мусор, вечером от них воняет, как не знают кого, но, по крайней мере, они, находясь на этих сутках, заработали 13,50 и не принесут домой еще счет за кормление в тюряге. Друзья, я честно скажу, что когда работал в IT, в парке высоких технологий, вот, был в такого рода золотой клетке, то есть общался с, ну, понимаете, да? Потом перешел в белорусский мелкий бизнес, стал ИПшником, потом перешел в блогерство, теперь уже отсидел. И понимаете, может быть, что-то со мной не так, что по прошествии, скажем, пару лет блогерства мой жизненный путь привел к посадке на сутки. Но я продолжаю верить в то, что вот был вопрос, надо ли бояться, что тебя посадят на сутки. Я скажу, что, наверное, абсолютно странный человек скажет, что я не боюсь тюрьмы, и мне это по барабану, да, никто этого не хочет. И тут дело заключается в том, что ты можешь даже ничего не нарушать. Понимаете? То есть можно сказать умную мысль, которая понравится людям, но не понравится тому, кто там все это анализирует. Я не верю в наше правосудие, я не верю в наши законы, я не верю, что можно кому-то доказать. Я не верю в то, что можно написать жалобу, она куда-то уйдет и не вернется к тому, на кого ты эту жалобу написал. Много чего происходит странного. Но мы здесь собрались не для того, чтобы критиковать то, что и так нам всем понятно. Мы собрались для того, чтобы идти на выборы и сделать эти выборы честными и свободными. Чтобы не Светлана Тихановская стала президентом,
а Тихановская стала спусковым механизмом для новой страницы истории. Для того, чтобы были еще одни выборы, понимаете? Я долго запрягал, но сейчас быстро поеду. Понимаете? И я верю в том, что любой человек, которому есть что сказать, хочет быть депутатом, пожалуйста. Хочет быть президентом, пожалуйста. Это большая ответственность. И человеку нужно отвечать за свои слова. Светлана, повторюсь, она не стремилась к президентству. Так получилось. Но как сильный человек, любящая жена, как декабристка, я никогда не мог подумать, что, читая книги по истории, что такое будет у нас возможно. Что, знаете, как про войну читаешь, идет там отряд одного бойца, да, второй подхватывает знамя. И вот получилось, что это знамя подхватила женщина, которая никогда не представляла, что она будет политикой. И поэтому давайте похлопаем. Давайте похлопаем штабу Бабарика, Цепкала, Тихановского, что у нас сейчас очень классная команда. И никогда ничего такого не было в истории мира, что 3 штаба, 3 женщины, которые за 15 минут договорились, идут против мужской диктатуры, идут против силы и грубости, идут с помощью любови и женского подхода. Я считаю, это прекрасно, друзья. Поэтому не буду многословить, отдам кому-нибудь еще микрофон, потому что я уже начинаю давать Витаса, понимаете? Пожалуйста, подходи. Да, в интернете сейчас два мнения по поводу Светланы Тихановской. Это то, что ее могут либо снять до выборов, либо потом, ну, все мы об этом думаем, либо потом посчитать не те цифры. Ближе микрофон. Какие мысли у штаба на этот счет и как он собирается сохранить Светлану от этого? Да? Кто хочет ответить? Сейчас, секундочку. Давайте говорить так. Если снимут, мы это поймем, что пошла такая же история, как с Цепкало и Бабарик. Правильно? Мы говорим в рамках закона, и каждый решает сам для себя. Но я думаю, что какой-то эмоциональный ответ будет у избирателей. Вторая часть вопроса была... Ну, если посчитают, не так. По поводу посчитают, я 15 минут извините, рассказывал, что 18-й год, 19-й год, 20-й год, 80% сидят одни и те же лица. Объединенная гражданская партия подавала каждый год, и другие партии, и люди сами, мы хотим быть наблюдателями. Им говорят, что либо у вас опыта мало, либо, понимаете, да? То есть наблюдатели тоже история вот такая, которая, ну, члены комиссии. Поэтому люди сами должны идти и наблюдать, ловить за руку. Помните, была история, когда несменяемый долго там этого наблюдателя там было бла-бла-бла, да? А что было? Он просто девушку взял, снял, которая несла стопку вкидывать в бюллетень. Понимаете? Да. Поэтому я хочу, чтобы в этой избирательной кампании были еще лучше видео. Чтобы не только стопочку, но и маленькую стопочку наши люди засняли и сказали: вот идет ворюга, которая ворует у меня и моих детей мое будущее. Потому что я искренне считаю, что с этим человеком ничего хорошего не будет. И это не то, что я на него клевещу. Это опыт 26 лет. А за это время выросло 3 поколения, которые не видели нового президента. Вы должны понять самое главное. То есть зависит не от Светланы, не от Бабарики, не от Цепкалы, не даже от Александра Григорьевича. Все зависит только от нас. И если мы это все проглотим в очередной раз, то пинать можем только на себя. Больше, здесь нечего сказать. Давайте все вместе готовиться еще к тому, быть славно. Давайте готовиться к тому, что мы должны еще и защитить свои голоса, защитить
себя от негодяев и воров. Мы тут вот стоим, значит, неоднократно уже отбывали эти сроки. Что я хочу сказать? Ведь всех не пересажают, правильно? Защитим свои голоса! Хватит бояться! Вы слышали об этом? Контроль голосов должен быть от нас. Зубр, вот это они недавно образовались, приложение сделали. Давайте мы сейчас следовать тому, о чем договорились три прекрасные дамы. Что первое, мы идем на выборы, и в конце написано: давайте защитим свои голоса. Другого пути нет. Я в выборах участвую давно, с 90-го года, когда на честных выборах стал депутатом городского совета Могилевского. Нет другого пути. Оторвете вы, порвете бюллетень, вы не пойдете защищать свой голос, у вас его не было. Вы не пойдете защищать свое достоинство. Вы не проголосовали. Пойдет защищать свои голоса против негодяев и воров те, у которых его голос украли. Давайте пойдем этим путем. Мы ведь уже 3 дня или 4 все это вокруг обсуждали, мусолили. Нет у нас другого выхода. Давайте принятому решению следовать. Иначе, если мы сейчас начнем спорить и говорить, мы где-то до 9 числа ни до чего не договоримся. Договорились? Я еще хотел бы добавить лично от себя, что вот я верю в высшие силы, да, и есть хорошая пословица, сказал один уважаемый человек, мной уважаемый, что невиновного Бог бережет. Поэтому высшие силы, они в принципе регулируют все. Если вы честно отдаете свой голос, ваш голос, он весом. Он имеет вес, это мы его не видим, но он большой вес имеет. И каждый, добавляя в копилку свой голос, он вес добавляет. И эти весы, они все равно, они перевесят зло. Добро перевесит зло. И я скажу так, что если даже кто-то попытается обмануть, кто-то попытается что-то сделать, высшие силы сделают свое дело, вы даже не поймете как. Наказание, оно неминуемое, любой обман, он скрывается. На сегодняшний день происходят такие вещи, которые люди не могут понять, что это уже работа высших сил, потому что люди вышли уже на уровень развития, это видно по всем, кто здесь собрался, что люди развиваются и нормально понимают и просветлели. Вот. Поэтому мы отдаем свои голоса честно. Обман, он все равно вскроется очень быстро, поэтому Бог судья тем, кто попытается обмануть. Главное, чтобы мы честно свое дело делали. Честно шли, отдавали свои голоса, и будет все хорошо. Будет все супер просто. Даю микрофончик, пожалуйста, поднимитесь. Дорогие мои, мне 79 лет. Я родилась в 41 году. На подписи, когда собирали, я нашла силы, пришла, не лежала на диване. И я сейчас, слушая Светлану, какая она молодец, какая она умница. И еще, ребята, хочу сказать, она обратилась к ОМОНовцам, милиционерам, к тихарям, что вы делаете, на кого вы поднимаете руку. А как же? За что они получают деньги наши? Те, которые вы работаете, наши деньги. И тут же бьют нас по хребту. Так это что? Это надо терпеть? Это надо смотреть на все, на это? Светочка, молодец, умница. И все, призываю всех за Светлану, за Светлану, за Светлану. Спасибо вам, спасибо, что не боитесь. Подходите еще, не бойтесь, говорите. Друзья, хватит бояться. Передай Свете. Елена Янушковская, канал «Настоящая Беларусь», Суполка «Настоящая Беларусь», Витебск. Мы приехали сюда поддержать могилевчан и сказать, что
Мы не боимся. Мы будем отстаивать наши права. Я никого не буду призывать на выборы, отговаривать от выборов. Это выбор каждого из нас. Но то, что дальше так продолжаться не может, что так жить нельзя, это однозначно. Потому высшие силы – это высшими силами. Но самая главная сила и главный закон тут мы, белорусы. Мы здесь власть. Мы рады уже тому, что хлопаем. Разве это нормально? Наша страна в реальной оккупации уже находится 26 лет. Пора положить этому конец. Я хочу передать привет сотрудникам ГАИ, которые вот там с обеих сторон штрафуют всех, кто сигналит. И сексотам, которые тут трутся и сообщают по рации им, кого останавливать. Пацаны, выпейте рюмку за свою совесть вечерком. За ваше здоровье! ГАИ! гаевые! Так вот, и сами перестанут бояться, подойдут, тоже скажут пару слов. Не желаете ли? Всем привет! Я 20 лет вот как живу в Могилеве, я тут родился, хоть не похоже. И вот я всю жизнь видел только вот эту власть, и как бы хочется чего-то уже поменять. Все-таки мы, белорусы, мы свободные люди, мы имеем право на выбор тех, кого мы хотим видеть нашими, скажем так, людьми, которые будут отстаивать наши интересы, а не только свои. Так что я призываю всех на 9 августа, пожалуйста, приходите на свои участковые комиссии и голосуйте за тех, за кого вы хотите реально проголосовать. Либо ставьте против всех, если вы не хотите этого. Потому что если вы на выборы не придете, это значит, что вы за то, что сейчас происходит в стране. Ура! Я, наверное, добавлю, также не забывайте бороться за свои голоса, поэтому записывайтесь обязательно в наблюдение. Здесь у нас сидят люди, которые с удовольствием вас запишут. Пожалуйста, подходите к ним и записывайтесь. А также не стесняйтесь, подходите к свободному микрофону. Говорите о том, что у вас наболело. Говорите о том, что хотите сказать. Дорогие друзья, мне уже тоже... Мне много лет, я видела многое, и многие власти, и все. Но я так рада, что эти девочки объединились, и чтобы им была не то что удача, но чтобы мы им помогли, чтобы они победили. У них у всех детки есть, им есть за что бороться, но им есть что терять. Они хорошие бары, такие девочки, удачи, здоровья. И мы должны им помочь, прийти на выборы и проголосовать. Мне уже можно было ничего не делать, уже жизнь кажется прожитая, но все равно зацепила. Все в наших руках. Верим, можем, переможем. Кто еще хочет сказать? Кто не сказал? Подходите. Привет всем, кто собрался здесь. Я хочу просто поделиться своими впечатлениями от выборов. Я на 2 выборах был наблюдателем. На президентских и на парламентских. То есть я участвовал в наблюдении. Это неделю сидишь с утра до вечера и фиксируешь количество голосов, поданных в общую копилку, так сказать. Ну, как начинается? Приходишь представителям от наблюдения, берут тебе документы, члены комиссии, золотые люди, улыбаются, вежливо разговаривают, кофе нальют, чая нальют, бутербродом угостят. Как только начались выборы, у них начинает меняться настроение.
Особенно опасной становится это примерно третий день. Вот сколько я был на выборах, на третий день было одно из самых больших свинств. Уходишь на перерыв с 2 до 3. Иногда разрешают фотографировать печать, которые печатают комнату, где происходят досрочные выборы. Иногда запрещают. Но когда приходишь, как правило, несовпадение на 200-300 человек. Ну, то есть проголосовал 50 человек за день, а у них получается уже 300 человек. Вот номер 2, там, по-моему, гимназия номер 4. Там комиссия все время слитого завода Николай Николаевич, председатель комиссии. Вот я ему задаю вопрос, как это получилось? Он разводит руками и говорит, ну вот так вот. Прямо в глаза ничего. Но самый трэш начинается в воскресенье. Это последний день, когда уже голосование происходит. Настроение в комиссии уже совершенно другое. Никого не подпускают, никаких съемок не разрешают, ничего не разрешают. И собираются группы. Одна, 2 группы на выездное голосование. То есть кто-то позвонил, как правило, пенсионеры, больные люди, они к ним выезжают на дом. Голосование на дому называется. Самое примечательное, выезжает максимум 2 комиссии, они работают 5-6 часов, и за это время привозят 300-400, а то и больше бюллетеней проголосовавших. Ну, все взрослые люди, можете понять, если в районе там 300-400 адресов посетить, даже 2 комиссии, это 200 примерно адресов посетить, то это получается 5-6, максимум 5-6 минут на адрес, что в любом случае нереально. То есть проверить невозможно. Когда начинается подсчет голосов, значит, вы, наверное, видели фотографии уже в интернете, когда есть стол, и там, извините за выражение, задницы только видны, членов комиссии. Подойти ближе нельзя, потому что съемка и подход к столу — совершение председателя комиссии. Председатель комиссии это была такая помилкова анонс попередній, на которых на прошлом парламентских выборах нам сьогодні просто зустріча поставил телефон себе в карман и дал снять эту процедуру. Было выложено в интернет. Специально сделано. Вот и все бесполезно. Поэтому я говорю, что если будет наблюдение, конечно, будет. не только Светлана, еще приедут. Ожидать на то, что вы будете иметь там какие-то права, не приходится. Там, если кто-то что-то снимет, это просто чисто случайно. Потому что официально съемка только совершение председателя комиссии. Второй вопрос. По массовости это уже будет отповедно. Будем сохранить свои голоса. Было в интернете проскочила такая заметка, предложение, что когда заходишь в кабину для голосования, отметить, за кого проголосовал, и снять это на телефон. И даже было сказано, что якобы будет создан сайт, куда можно будет отправить избирателей. И вот если мы все снимем свои бюллетени, отправим на этот сайт, то у нас будет документальное подтверждение, которое можно будет, ну я не знаю, как-то юридически оформить. Если нам скажут, что за лысую бестию проголосовало там 80 чем-то процентов, а мы увидим, что с этого участка пришло 40% хотя бы бюллетеней, которые против него, то с этим можно будет куда-то обращаться. Ну вот все, что такое. Кто-нибудь еще хочет сказать? Здравствуйте. Я собирал подписи за Светлану и неоднократно был наблюдателем уже. Я вам хочу сказать, что бюллетени не считают совсем. Просто пишут спущенный сверху результат, и на этом все выборы. Я не буду вас призывать идти голосовать или не идти голосовать. Я просто скажу, что результат уже известен. 75%, 76%. Вопрос лишь в том, что мы будем с этим делать. Если мы будем сидеть на кухне, лежать на диване и смотреть БТ в надежде на чудо, то ничего не изменится. Поэтому нам каждый должен ответить на вопрос, что он будет делать, когда объявят вот этот результат 75% за. Если ничего, то ничего не изменится. Спасибо. Вы знаете, сегодня объединились не только 3 женщины с разных штабов. Сегодня также в протест того, что заключают за решетку по статье 328, и также в честь протеста того, что очень много политзаключенных в нашей стране, также объединились матери движения 328, которые сейчас протестуют
Они объявили голодовку и голодают под Минском. Давайте их поддержим своими аплодисментами. Это смелые женщины, которые борются. Вы также можете присоединиться к ним, если есть желающие, у которых тоже сыновья, дети, мужья сидят сейчас. Пожалуйста, присоединяйтесь к ним. Всех приветствую, очень рад всех вас видеть и хочу сказать так. Наше государство с нами поступило, как в одной пословице, кошка бросила котят, и дальше вы сами знаете, что происходит. Мы каждый утонули в каждый сам в своих проблемах, и нам кажется, что мне решить бы свои проблемы, а государство, это же не моя проблема, а нет. Это наше государство. Мы, каждый здесь стоящий, мы в ответе за наше государство. И только мы можем что-то изменить. Нас лишили самого главного – права выбора. У нас нет выбора, нас забрали это право. И мы стали рабами. И с молчаливого нашего согласия все это происходит. И только мы сможем разорвать этот замкнутый круг. Люди, подумайте еще раз. И решите для себя, хотите вы быть людьми, либо вы хотите быть присмыкающимися. Мы присмыкаемся перед этой властью каждый день. А мы должны, власть должна стараться для нас. Начиная с местной власти, которая, даже местные депутаты, они не выбираются, они назначаются. Главы горосполкомов, они назначаются сверху. Перед кем он будет держать ответ? Перед людьми? Нет. Его назначили сверху, он только отчитывается туда. И только когда у нас появится свобода выбора, и когда люди будут стараться, которые занимают определенные должности для нас, только тогда мы сможем жить в стране для жизни. Я всем желаю вам стойкости, смелости. Живи Беларусь! Кто-нибудь верит, что у Лукашенко рейтинг 76%, который недавно был объявлен им в соответствии с его придворными социологическими исследованиями? Есть такие? Нет! 3%. А мне кажется, 2 уже осталось. Еще кто хочет подойти к микрофону? По второму кругу пошли. Я подхожу, какую-то мысль актуальную, на мой взгляд, высказываю. Постараюсь объяснить вкратце, для чего мы все здесь и для чего это надо нам всем вместе белорусам. Предпоследний оратор говорил о том, что у каждого свои проблемы. Обычно это проблемы финансовые, кто-то едет за границу решает, кто-то халтурит, кто-то на 2 работах, кто-то на 3. Зачем нам нужны выборы, честные и свободные? Как вы знаете, не так давно, самый яркий пример, Илон Маск отправил не один корабль в космос. Пилотируемый, непилотируемый, обогнал Роскосмос, и из этого идет один простой вывод. Частная собственность всегда, в любом случае, намного эффективнее других видов собственности. В нашем случае собственность государственная, как вы понимаете. В основном. Соответственно, они зачем-то забирают деньги участника, который их зарабатывает, либо какие-то берут кредиты и отдают их убыточным госпредприятиям. Поэтому для частного бизнеса необходимо 3 таких основных черепахи, на которых базируется частный бизнес. Частному бизнесу нужны свободные выборы, независимая пресса, честные суды. Без возвращения честных выборов невозможно независимая пресса, которая у нас, мало кто смотрит телевизор среди присутствующих, я так думаю, просто по этическим соображениям. И суды, само собой, то же самое, подчинены у нас одному человеку. Все. Поэтому только мы сами, мы не народец, мы народ, мы должны вернуть себе честные выборы. И все у нас будет хорошо. Спасибо. Живи Беларусь! Здравствуйте, все присутствующие. Спасибо, что пришли сегодня. Потратили какое-то время своей жизни. Я сегодня здесь хочу сказать не про выборы, а про тех, кто
нагло сидит в тюрьмах ни за что. Я хочу выразить свою солидарность Павлу Северинцу, Николаю Статкевичу, Сергею Тихановскому. Я хочу, чтобы они вышли из тюрьмы в новую, в светлую Беларусь. Спасибо. Живи Беларусь! Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к тем, кто сейчас смотрит, наверное, за экраном и думает, что за них вот эти люди, которые здесь, которые сидят и борются за их тоже права, обратиться к ним. Потому что я знаю, что вы тоже хотите перемен, но вам не хватает чего-то, каждому своего, чтобы встать и что-то для этого сделать. Очень обидно и стыдно, что таких еще много в нашей Беларуси. И пусть они посмотрят на своих родителей-пенсионеров, которые без боли на них смотреть невозможно. Они мечтали о другой пенсии. И дождавшись этой пенсии, они молятся не за себя, они молятся уже за нас, за внуков, за детей, чтобы хотя бы мы пожили. Поэтому прошу также подростков, которые еще нет 18 лет, и они не будут и не имеют права участвовать в этих выборах. Поговорите со своими родителями, поговорите со своими бабушками, дедушками. Донесите им свои слова, свою боль, что вы хотите жить в свободной стране, вы хотите быть услышанными и творить и реализовать свои все идеи в этой свободной стране. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно видеть вас всех здесь, неравнодушных к судьбе нашей родной Беларуси. Я на Назиранні была с 2010 года, и кожные выборы я в Назиранні. Столькі скаргу, колькі писала моя команда, бодай што ніхто больш не пісаў. І калі кожны з вас пойдзе ў назіранне і будзе таксама абскарджваць все тое, што робіць уліковая камісія, яны будуць думаць, можа, ўсё-такі трэба рабіць так, як ёсць на самай справе. Далучайтесь до назірання на сённяшні момант. Гэта будзе шагам, які дапаможа ўсё-такі выбары зрабіць чэснымі. Дзякуй. Жыве Беларусь! Дорогие мои, я еще считаю своим долгом обратиться к тем, кого на предприятиях заставляли записываться за главного президента. Поэтому там, конечно, вы боялись потерять рабочие места. Но на агит-пунктах там уже вас не знают. И вы свою волю покажите честную и правдивую. И проголосуйте за тех, за кого надо. Всем добрый день. Волнуюсь, извиняюсь. Я являлся членом инициативной группы Виктора Бабарики. Собрал в общей сложности, можно сказать, немного, но 120 подписей. Спасибо большое. Так вот, я хочу сказать, Виктор Бабарика сидел в банке, скажем так, занимал высокую должность, и мог бы там еще сидеть 10 лет, и это было бы фиолетово. Но человек смог пойти, все поставить на кон ради того, чтобы сделать Беларусь счастливой. Так вот, почему бы и тоже смогли бы тоже, для того, чтобы сделать Беларусь счастливой, в тех же заводах, где люди работают во многих местах, те же учителя, и просто сделать выбор правильный, чтобы мы смогли жить честной, прекрасной Беларуси. Спасибо. Живи Беларусь!
имя интересное, Светлана. Это за Свет голосовать будем, значит, Свет. Здравствуйте, уважаемые могилевчане. Я являюсь членом инициативной группы Валерия Цепкало. Я стояла на пикетах, собирала подписи. Спасибо вам большое. Это, кстати, мой такой первый опыт именно активной политической жизни. Я даже сама себя не узнала в гриме, что я вообще занимаюсь так активно политикой. И что я хочу сказать? Мне, ну и ко мне, и по моим коллегам, штаб Бабарика, штаб Светланы Тихановской, подходили обычные, нормальные люди, интеллигентные. Даже если это был простой рабочий, или это человек из какой-то деревни. Приятно было всех видеть, со всеми пообщаться, и все какие-то такие доброжелательные, и с большой внутренней верой в лучшее. И когда я слышу по телевизору, что нас называют майданутыми, что нас считают какими-то радикалами, которые хотят что-то раскачать, которые хотят, не знаю, разорвать страну на части или еще что-то, это возмущает до глубины души, потому что это такой черный грязный поклеп на каждого из нас. Просто на человека, который хочет видеть что-то другое. Вот у него есть другое мнение, он хочет видеть другого человека во главе государства. Но почему-то это воспринимается как... Мы воспринимаемся как враги. Причем враги неизвестно кого. Поэтому я хочу вас всех поддержать и сказать, что вы не думайте, что вы такой один и что вас мало. На самом деле, вот постоявши на пикетах, я это поняла, что нас действительно много. Мы очень достойные, мы люди, которые достойны лучшей жизни. Я уверена, что мы справимся с любыми трудностями, с любыми. Главное только, чтобы нам не потерять веру в себя, веру в лучшее. Спасибо большое. Здравствуйте, я приехала сюда из Минска для того, чтобы поддержать Светлану Тихановской. И к вам я пришла для того, чтобы вы открыли свои глаза и посмотрели, что он сделал для народа, а что он сделал для себя. Когда был коронавирус, он скрывал данные, сколько человек, тысячи людей умерли, а нам говорили, что их были сотни. Взять тот же самый факт, что за столько лет, сколько был Лукашенко, у нас закрылось большое количество больниц. Во всем мире людям, которые безработное, государство помогает и платит пособие, а мы должны платить государству за то, что мы сидим без работы. А для себя что он сделал? 18 дворцов, различные машины, самолеты. И я хочу, чтобы вы задумались о том, в какой стране вы хотите жить. В стране для Александра Григорьевича Лукашенко или в стране для народа. Я хочу для своей страны перемен. Друзья, подходите, высказывайте свое мнение. Живи, Беларусь! Свободный микрофон, говорите, что хотите. Здесь вам рот никто не закроет. Я хотел бы сказать не для чего я здесь, а почему я здесь. И почему я пришел к тому, что власть должна сменяться уже давно, как все знают. Наверное, вот последняя пятилетка всех допекла, уже все это понимают. Началось все с деноминации с нашей, которая наши цены повысила от 2 до 10 раз. Об этом все знают, но как так? Все знают, да? И я на прошлых выборах служил в армии, пришел с армии, ощутил на себе вот эту деноминацию, которая я знал, что стоила одно, столько-то, стоит по-другому. Пошел работать в торговлю. И знаете, вот когда девочка подходит и говорит, дайте мне простой карандашик, а ей говорят 30 копеечек, самый дешевый. А я понимаю, что я вот совсем служил недавно, и он стоил 300 рублей, это 3 копеечки. Так что с простого карандаша мы уже в 10 раз имеем ценник, да? Не говоря уже там про бабушка покупала мышеловку, приезжала до этого с деревни, у нее мышеловка стоила 4000 белорусских, а начала стоить 4 рубля белорусских.
дайте вы даете бабушке эти деньги, да? Если идти дальше, то цены на бензин наши, да, которые преступные, которые все знают. Все знают про цены на бензин. И что у нас цены на бензин дошли до того, что как в Соединенных Штатах Америки. Хотя зарплата там от 4 до 8 раз ниже, чем в Америке. И мы все в этом знаем, и мы к этому вот пришли буквально последнюю пятилетку. Что нас каждый Новый год нам поднимают ценники на ЖКХ, а мы все это должны терпеть. Как будто власть издевается над тем, что а как им ухудшить жизнь? Цены на питание давайте подымем, цены на бензин давайте подымем, на ЖКХ давайте подымем, а зарплату оставим такую же, как и была. Так, наверное, надо менять что-то уже и не поддерживать эту власть так точно. Надо в тюрьму. Можно я скажу? Я вот строитель. И Лукашенко обещал перед Новым годом строителям поднять зарплату на 30%. Где они, эти 30%? Их нету. Их нету просто. И об этом просто можно, не задавать вопросы своим начальникам. Сказали, их не будет. А зачем он обещает? Если он обещает, значит, пообещал, не сделал. Зачем такая власть? Все. прокоментую. Гэта, як бачите, гэта пляцоўка каля Лядовага палаца ў Магілёве. І тут праходзіць сёння першы дазволены пікет агітацыйны за Светлану Тихановскую. Яго арганізавала наша магілёўскі штаб Светланы Тихановской и ее доверенной особы. Вот. Пикет уже должится с 3 годин дня. Тут было так, довольно много людей. Зараз просто я думаю, что трошки порасходились. Доверенные особы трошки порассказали, это можно поглядеть на початку стрима, рассказали про такие, скажем так, программу, не программу, а основные моменты в этой кампании, такие были обвешаны вчера на стриме со встречи Светланы Тихановской со штабами Виктора Бабарики и Валерия Цветана. Были такие свободные микрофоны, когда люди просто могли выказаться вольно, ничего не опасаясь, часы по пакет цілком дозволений, законний, можна вказувати інтересний мікрофон. А поки що тут такі музичні перепони. Давайте, може, ми ще подойдемо до таких людей. Пучок.
кажется чем-то таким приемным? Нет. Ну ладно, не будем мешать девчонам. Бачите, люди не губляють часу. Таке приємне, з корисним об'єднанням. Ну что, молодь так само за перемены? Да. Молодь за перемены? Конечно. Нам всего 18 лет, но... Микрофон работает. Но мы за перемены. Здравствуйте. Уважаемые могилевчане, хочу обратиться к вам, как выразить свое тоже мнение по поводу того, что происходит в нашей стране. Я, как и большинство белорусов, за перемены. Очень хочется сказать за молодежь, в том числе, у меня есть тоже сын, который закончил вуз, но он до сих пор не может устроиться на работу, потому что его не берут по той простой причине, что у него нет стажа, и он вынужден сейчас работать за границей, чтобы заработать себе на жизнь. Я очень хочу, чтобы наша молодежь имела все-таки достойную зарплату и могла трудиться в своей стране, а не уезжать куда-то и наниматься где-то на работу. Я хочу, чтобы в нашей стране все-таки были свободные, честные выборы, чтобы были справедливые суды, чтобы были достойные зарплаты, и чтобы, наконец, все вместе мы смогли достичь именно хорошей жизни, именно жить в стране для жизни, в стране, где каждый имеет свободу слова, свободу выбора. За перемены. Вместе мы сила. Не смогли зарасти. Могилев, привет из Витебска. Вы большие молодцы, но вас маловато, и вас агитировать не надо. Вы и так уже пришли, агитируйте тех, кто рядом с вами. Особенно то, что говорили здесь про выборы, про то, что надо наблюдать. Не надо им позволять делать то, что они хотят. Следите за каждым движением, все фиксируйте, особенно я. Поэтому в наблюдателе, что еще сказать? Много здесь говорилось о том, что мы должны быть едины, должны быть, так сказать, собраться все вместе. Это очень сложно. Я по себе знаю, я совсем недавно только пришел, так сказать, в это движение, потому что все уже понимают, что происходит, всех это очень сильно достает. Поэтому пытайтесь, пробуйте, разговаривайте с соседями, с друзьями, знакомыми, вовлекайте людей, чтобы мы, когда придет время, вышли единым мощным таким фронтом и сделали то, что мы должны давно уже были сделать. Здравствуйте. Спасибо всем, кто пришел. На самом деле я замечаю, что людей стало намного меньше. Да, все уходят, не понимают. Понимаю. Я хочу поддержать честные выборы. Я не хочу агитировать за кого-то конкретно, я хочу поддержать честные выборы. Я за мирную страну, но я за мирную страну с кулаками, потому что сколько можно терпеть? Мы живем в этом, я всю жизнь в этом живу. Сколько можно терпеть? Мы выходим, только приезжает ОМОН, мы разбегаемся. Мы что, крысы, мы тараканы? Сколько можно это терпеть?
Есть еще желающие? Всем привет! Хотелось бы сказать то, что на душе, а именно я была всегда политическим человеком и стала наблюдать только с того момента, когда начались провокации, а именно когда забрали Сергея Тихановского. И с этого момента сказать, что я возмущена, это ничего не сказать. Просто пелена, которая была на глазах, она сразу куда-то ушла. И я знаю, что многие боятся, и это нормально, потому что страх — это базовая эмоция человека. Но хуже всего, когда страх полностью парализует человека, потому что остается совесть, и с совестью нужно жить уже до конца жизни как-то. И знаете, когда 14 июля подружка с Минска писала, когда она прогуливалась по Минску, и просто когда перед ней забрали человека, парня, который просто мимо проходил по улице, у нее просто были слезы на глазах, потому что она думала, что ее могут забрать следующий. И она говорила, что бабушка, которая подходила к ОМОНовцам и говорила: ребята, что вы делаете? Ну, наверное, такое нельзя говорить, да? Но ее просто послали на 3 буквы. И я просто хочу сказать, вы не боялись, вы выражали протест, мирный протест, боролись за свое слово, за свои голоса, потому что все начинает с себя. Так давайте же начнем с себя, друзья. Живе Беларусь! Добрый день, подружка, всем привет. Все мы видим, что творится у нас, на самом деле беспредел. С тем же Сергеем Тихановским, я с ним бабушкой встречался в Минске. Ну, просто челуха, действительно, как Сергей сам сказал, творится. Как сказала девушка, что для нас сделала наша власть. Резиденции и так далее, и так прочее. Но я по бабушку сужу, просто возьму по мелочи, наглядно. Когда медики, которые рискуют своей жизнью в связи с этим на гниющих этих газелях, которые разваливаются на ходу, милиция ездит на новеньких иномарках. А кто больше пользы приносит в стране людям? У медиков зарплата 300-400 рублей, а у мусоров, блядь, 500 рублей. Ой, 1500 рублей. Ну так и есть. Где справедливость получается у нас? И такой справедливости у нас нигде нет. Нигде, в принципе, ничего не делается. Все беспредел полный творится. Свободу заключенным и свою. Живе Беларусь! Ну что, я думаю, многие хотят услышать песню одну интересную. Ну вот, уже догадались, ведь у нас есть шаман, все сразу и слышит, и видит там. Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, весну перестояли, и телеги мимо ползли. Лишние эти стены, за ними мы все живем, и если мы их не разрушим, то заживем здесь гнием. Давай разрушим эту зиму, здесь эти стены стоять не должно, просто не рухнут, обещающие не давно. И если ты набрались еще, и если ты набрали вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Руки мои мужчина, все то прошло много лет.
если мы набрались весом, и если мы набрали вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Где-то давно не слышно, злой ветер его унес, но мы с ним стоим все так же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, тону с кем он, прежде чем лезть. Нам старики объясняют, вечно стоять, что нам ничего не поделать, а не надо терпеть и молчать. Эта история длится тяжелых 26 лет, чтобы поставить ей точку, есть только один ответ. Эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, как пусть они рухнут, обещавшие давно. И если мы набрались плечом, и если мы набрали вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Давай, Если кто-то хочет пить, подходите! Дорогой Могилев, мы приехали 20 человек из города Витебска. Мы активисты, получили сутки, сидели, получили штрафы по 100-150 базовых. Мы вместе с вами. И я попросил бы все города Республики Беларусь поддерживать друг друга. Приезжайте вы к нам. У нас скоро пикет будет. Мы ждем вас с большим удовольствием. У нас будет и мороженое, и вода. Так что ждем вас с большим удовольствием в городе Витебске. Спасибо вам большое. Микрофон ждет еще желающих. Пожалуйста, собирайтесь мыслями. Светлые мысли у нас сегодня все яркие, солнечные. Погода, видите, нам помогает. Мороженое и вода не главное. Главное справедливость. Главное высказать свое мнение по отношению к нашей власти. А власть, она к нам несправедлива. И очень несправедлива. И вот это вот высказать возможность, что есть. Не надо ни мороженое, не надо ни лимонада. А главное сказать слово. Все. Здравствуйте, город Могилев, жители Могилева. Я, конечно, не оратор, ну, буду говорить от сердца, от души. Я рада, что вы собрались. Я рада, что вы поддерживаете
Тихановскую, простите, Цепкало, объединение. Вы извините, я, может, буду, я волнуюсь, да, на самом деле. Спасибо. Я хочу, знаете что, спасибо большое. Передо мной женщина выступала, у нее уехал, сын, да, а у меня уезжает муж. Понимаете, по полгода. Почему? Он уезжает, вы знаете почему? За лучшей жизнью, да, чтобы у меня и у дочери была лучшая жизнь. Где? Здесь, в Беларуси. Уезжает за границу, чтобы у меня здесь была лучшая жизнь. Почему он уезжает? Вопрос, да? Мне дочь не видит моего мужа, отца по полгода. Он уехал, приехал на месяц и опять уехал на полгода. Почему? Спрашивается, я кричу. Я хочу, чтобы все услышали. Я хочу, чтобы вернулись наши же мужья. Я хочу, чтобы вернулись наши братья, отцы. До сих пор работают даже дедушки, да, которым уже по 50, по 60, они помогают семьям. Еще раз спрашиваю 3 раза, почему они должны уезжать и жить там, чтобы мы лучше жили здесь. Правда вопрос? Потом, последнее, знаете, что мне муж буквально 2 минуты назад прислал? Можно я прочту? Короче, в Бельгии сейчас обстановка хреновая. Простите, что, да, это, строитель мой муж пишет. Беседовали с мужиком, там только один объект остался. На нем работы на 2-3 недели. Потом следующий маленький объект в середине сентября появляется. Прошлый месяц мужики работали по 2 дня, потом менялись и отдыхали. Так что я ничего не потерял. Это он когда сюда приехал. Если такая обстановка будет дальше, то я лучше останусь в Польше. Тут больше заработаю. И в это время пойдет на изготовление карты побыта. Вы знаете, что такое карта побыта? Догадываетесь, да? А я вам скажу почему. Я сказала своему мужу, готовься. Я уезжаю. Как только станет нынешний президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко опять президентом, я отсюда уезжаю. Честно, я не хочу, я люблю эту страну, я люблю, понимаете, до глубины души. Это мои корни, это корни моих дедов, прадедов. Я хочу, чтобы моя дочь продолжала, но я не хочу, я не знаю, вы извините, пожалуйста, что такое говорю, но я уезжаю за лучшей жизнью. Почему я должна уезжать за лучшей жизнью, если я хочу, чтобы она была здесь, в моей стране, в Республике Беларусь, независимой? Живи Беларусь! Я услышала женщину, до этого тоже говорила по поводу отъездов. У меня на самом деле такая же ситуация. В 2006 году моя мама уехала работать за границу из-за той ситуации, которая сложилась в Беларуси. Она медработник, и вы все прекрасно знаете, какие у них зарплаты. Когда сказали по телевидению министр здравоохранения, что вы знали, куда шли. Когда моя мама вышла на пикет в Манчестере, она вышла с таким лозунгом: мы знали, куда мы идем. Я сюда пришла для того, чтобы сделать не только нашу страну лучше, чтобы мы все сделали для того, чтобы моя мама, чьи-то отцы, чьи-то дети вернулись обратно в нашу страну, и чтобы они могли жить здесь хорошо. И как сказала женщина, если ничего не изменится, то мы все отсюда уедем, и здесь никого не останется. Спасибо большое. Я хочу еще сказать слова Лукашенко. Он говорил, у нас бесплатная медицина. Где у нас бесплатная медицина? Она у нас везде платная, за анализы, за все, за мелочь, за все надо оплатить. Это он, как оно было, он просто стер с лица земли. Все.